Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники». Здесь мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Но что обсуждает гагаузское общество? Конечно, после 25 марта самой главной темой стало задержание Башкана Евгения Гуцул, и этому посвящены много протестов в разных населенных пунктах. Жители автономии требуют освобождения Евгения Гуцул, одни жители, другие молчат, третьи что-то комментируют в социальных сетях, но и есть, наверное, те, которые равнодушно относятся к тому, что происходит, и, возможно, этому тоже есть объяснение. А что же делают депутаты Народного собрания Гагаузии? Последнее заседание было довольно тихим, и непонятно почему. Мы сегодня попытаемся узнать, почему. Брифинг дал Дмитрий Константинов, спикер Народного собрания Гагаузии, и он, кажется, тоже был довольно тихим или даже, скажем, очень скромным по мыслям. Поэтому сегодня попытаемся глубже узнать, а что происходит, как происходит и почему, и что думают депутаты о том, что произошло после ареста Башкана Евгения Гуцул. Сегодня в нашей студии будет депутат, конечно. Будем говорить о том, как глазами одного депутата можно понять, что происходит в автономии, почему. Друзья, это проект «Единомышленники». Вы знаете, что надо делать. Если вам нравятся наши дискуссии, надо ставить лайки. Ну а если вы еще не подписались, мы вам рекомендуем подписаться. Если вы хотите предложить это друзьям, подписаться на наш канал, то мы вам скажем прямо сейчас здесь огромное спасибо, потому что это помогает нам продвигать наш проект. Ну и через несколько секунд мы начнем, поэтому, единомышленники, мы здесь, на Гагауз Медиа, и вы будьте с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Александр Тарнавский, экс-председатель НСГ, депутат Народного собрания Гагаузии 5, 6, 7 созывов. Автор и соавтор более 30 законодательных инициатив, многие из которых приняты и действуют в Гагаузии. Среди них закон о поддержке молодых семей в приобретении жилья Илькиев, о бесплатном горячем питании школьников Гагаузии с 5 по 12 классы, о фонде возмещения контрибуций местным органам власти для привлечения грантовых средств в реализации проектов, о фонде поддержки детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении за рубежом, закон о капитальных инвестициях, обеспечивший справедливое распределение средств из бюджета Гагаузии для развития сел и городов автономии, и многие другие. Член рабочей группы парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии по гармонизации законодательства с 2015 по 2023 годы. Председатель Конгресса местных властей Молдовы в Совете Европы с 2017 года. Александр Григорьевич, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый день. Александр Григорьевич, в автономии происходит огромное количество событий в последнее время, и, конечно же, мы хотели бы их обсудить. Мы приглашали в нашу студию и председателя Народного собрания Гагаузии, и первого заместителя Башкана. К сожалению, они не приняли наше приглашение. Конечно, мы хотели бы обсудить эти события с депутатами Народного собрания Гагаузии. Вы один из тех, кто очень активно работает и в этом созыве, как и в предыдущих. И, конечно, можете дать ответы на наши вопросы. Но начать наш выпуск мы хотели бы с события, которое прошло немного ранее. Вы были в отъезде, мы с вами не смогли обсудить тот вотум недоверия, ту инициативу, с которой вы выступили вместе с вашим коллегой, нашим бывшим коллегой Михаилом Николаевичем Железогло. Это вотум недоверия исполнительному комитету Гагаузии. Скажите, что с этой инициативой, сколько человек тогда поддержали вашу инициативу и какая реакция исполнительного комитета была на этот документ? Спасибо за приглашение. Всегда испытываю смесь гордости и признательности за то, что вы приглашаете, есть возможность с вами пообщаться. Возвращаясь к вашему вопросу, мы гарантируем, что ничего урезать не будем. Для меня вообще это был нонсенс, и кажется, такое тоже возможно в журналистике, да, что об этом мысли тоже обрезаются. поговорим, да, вернусь к тому, что Елена Федоровна попросила прокомментировать. Вы знаете, мы с Михаилом Николаевичем Железогло
как и часть наших коллег, не голосовали за этот состав исполнительного комитета. И мы тогда четко обозначили, что нельзя голосовать за исполнительную власть, которая представлена Иланом Шором в нарушение закона на площади перед исполнительным комитетом, а не как Башкан должна была представить его Народному собранию, анонсировать, и мы за это должны были голосовать. Поэтому я считаю, вообще это одно из ключевых событий в политической жизни Гагаузии, утверждение исполкома, потому что на самом деле руками депутатов Народного собрания эта власть была легитимизирована на самом деле. И если мы говорили, что люди не разобрались, когда выбирали Евгению Гуцул Башканом вот в этих политических технологиях, кто-то по наивности, кто-то поверил в эти ожидания, и люди выбрали главу Гагаузии. Вот когда уже утверждался исполнительный комитет, он утверждался депутатами Народного собрания, которые прекрасно осознавали, что этот шаг значит. Поэтому мы с Михаилом Николаевичем тогда открыто, как и часть наших коллег, по-моему, тогда 11 коллег не голосовали, 17 голосовали, то есть очень было все на тоненьком. Да, но было таки. Было, да. И мы не выразили тогда вотум доверия этому исполнительному комитету, но вот прошло больше 1,5 лет, и мы постарались с Михаилом Николаевичем очень скрупулезно отметить те нарушения действующего законодательства, которые допускает исполнительный комитет. То есть мы не просто, нам они не нравятся, да, или мы им не верим, мы им не доверяем. Мы расписали очень четко 10 пунктов, указав и статьи, и пункты нашего гагаузского законодательства, которые нарушены этим исполнительным комитетом. И мы намеренно с Михаилом Николаевичем дали эту законодательную инициативу, скорее она не законодательная, потому что, чтобы она стала законодательной, ее должны поддержать 1/3 депутатов, то есть минимум 11 коллег. Но мы намеренно не вели какую-то пропаганду, какую-то популяризацию этой идеи. Мы просто высказали свою гражданскую политическую позицию, указали факты и попросили наших коллег, если вы поддерживаете эту идею, то, соответственно, подпишите ее для того, чтобы она приняла форму нормативной инициативы. А может быть, это ваша ошибка? Но не почему спорю. вы не хотели убедить людей, ваших коллег, депутатов, поддержать этот вотум? А сколько человек вообще Просто поддержали? написать. Есть эта цифра? Значит, этот документ так и остался с нашими 2 автографами, несмотря на то, что на заседаниях Народного собрания очень была яркая речь от отдельных коллег, что это исполнительный комитет, его деятельность не выдерживает никакой критики, и нужно поддержать эту Причем сам Константинов, эту мысль, он но говорил о мы том, постарались, вообще, мне Ну, кажется... и Георгий Ильич высказывался, что исполком... Да. Ну, я и говорил коллегам Григорий на Кадым. Уже не заседании говорим о Народного партии собрания, социалистов. тому же Георгию Георгиевичу Лечь, который является опытным правоведом, опытным юристом, что много у нас слов, да, давайте больше дел. Да. Давайте сформулируем, а где исполнительный комитет допускает ошибки, для того, чтобы эта беседа перешла в что-то рациональное. Ну и чтобы это не были просто эмоции, а чтобы Абсолютно были какие-то верно. конкретные Абсолютно аргументы. верно. Вот мы это подготовили с моим коллегой, с Михаилом Николаевичем, представили для того, чтобы коллеги просто, если они посчитают, что это объективные мысли, соответственно, А это почему вот, поддержали. допустим, на заседании Народного собрания Гагаузии многие поддержали? Я слышала и слова представителя Народного собрания Гагаузии Константинова, который тоже говорил, что да, есть недочеты, да. А почему же так получилось, что потом вот этот документ никто не подписал? Он не вовремя родился, этот документ? Сгустились обстоятельства? Вы знаете, вокруг? для многих народное собрание это все-таки вот Площадка, да, для популяризации каких-то мыслей, для завоевания сиюминутной популярности, но все-таки не механизм для каких-то действий. Вот для меня и для моего коллеги Михаила Николаевича все-таки народное собрание это помимо того, что это открытая Трибуна. площадка, да, для того, чтобы высказывать свои мысли, трибуна, это в то же время мы должны делать что-то, действовать, мы должны это оформлять в оболочку нормативных инициатив. И вот мне показалось, что коллеги все-таки больше отдались эмоциям, а не вот конкретным шагам. И, наверное, все-таки для части моих коллег это вызов выразить вотум недоверия исполнительному комитету, потому что, я извиняюсь, докончу свою мысль, на самом деле это удар по той политике, которую Илан Шор имплементирует в Гагаузии, потому что нам приходили через призму огромных обещаний, через призму успеха, нам говорили о том, что Гагаузия очень слабо развивается, она будет превращена в некую модель, да, в некую мечту, в том числе для жителей всей Республики Молдова. А тут коллеги, в данном случае мы 2, опровергаем это.
а у нас, оказывается, стагнация в бюджете, у нас впервые за 5 лет падают доходы, у нас не выполняются 90% обещанного, у нас вообще нет программных документов развития Гагаузии. Да, стратегического документа развития автономии. Александр Григорьевич, но подождите секундочку, возвращаясь к вашему документу вотуму недоверия, которому вы призвали своих коллег. Как говорит Лена Федоровна, очень многие депутаты фактически на заседаниях Народного собрания очень громко выражали свою солидарность с такой формулировкой, которую почему же они не подписались. То есть подписаться — это означает нести ответственность еще и за подпись, потом надо проголосовать за это на заседании Народного собрания. Как вы остались вдвоем, это всего лишь 2 человека, которые инициировали. Эти 2 депутата готовы были выразить вотум недоверия. Все остальные согласны, но тогда мы слышим господина Кадына, который тоже выражал свое глубокое разочарование или, я не знаю, там глубокое недовольство исполнительным комитетом. Было же на заседании, мы слышали эти голоса. Почему они не стали вашими, не то что сторонниками, единомышленниками в вопросе? Значит, вот эти голоса, они не стали той базой для того, чтобы мы вышли с этой инициативой. Мы к этой мысли с Михаилом Николаевичем идем давно, но очень хотелось, чтобы, не выбрали исполком, и через полгода мы считаем, что надо выразить ему вотум недоверия. Да, дали определенный срок, целый 2024 год, это был полноценный год исполнительного комитета имени Евгения Гуцул. Да? То есть фактически вот с 1 января по 31 декабря они несут полную ответственность за то, что обещали. На минутку ту программу «О крае мечте», которая была в предвыборной платформе, она стала нормативным документом, потому что Народное собрание проголосовало за эту программу, даже в этом как спросить, с кого спросить, вот если этот документ законодательный? Исполнительный комитет в соответствии с законом подотчетен Народному собранию. Мы, как депутаты, нас 2, мы спрашиваем исполнительный комитет. Вот были такие-то обещания, есть такие-то требования законодательства, почему они не выполняются? Ответьте, мы до настоящего времени, неважно, эта инициатива получит свое продолжение или нет, но мы не получили документы от исполнительного комитета, в котором бы они указали, так же, как и мы письменно. Уважаемый Михаил Николаевич, Александр Григорьевич, вы ошиблись, 9 пунктов вы ошиблись, вы не объективны, вы предвзято относитесь к нам. У нас нет такого ответа. А как вы думаете, почему не дают вам ответ? Хоть какой-нибудь, такой, не такой, но хоть какой-нибудь. Они не могут ничего ответить, потому что это выдержки, которые нельзя опровергнуть. Я приведу вам один пример. Это было 18 марта, наша инициатива. 20 марта, через 2 дня, исполнительный комитет проводит свое заседание. И 3 из 10 моментов они исправляют. Ну так они не знали, что надо работать над стратегией, а вы указали, где вы не доработали. Да. Более того, этот исполнительный комитет, по-моему, Екатерина Федоровна, вы работали над тем, чтобы в закон об исполнительном комитете были внесены изменения о прозрачности. О прозрачности принятия решений, да. Сейчас, благодаря Екатерине Федоровне и тем коллегам, которые с ней работали над этой инициативой, исполнительный комитет Михаил Сыркель и Пилигрим Дема, да, это проводят свои заседания прозрачно. Что это значит? Повестка дня публикуется заранее, анонсируется, где будет заседание исполкома. Оно транслируется, ничего нет. То есть 20 марта, через 2 дня после нашего обращения, было проведено заседание исполнительного комитета без анонсирования. Его нет до настоящего времени на сайте исполнительного комитета. То есть они в пожарном порядке стали исправлять то, что якобы мы не объективно предъявили власти. А вот, извиняюсь, вот Екатерина Федоровна, красной нитью. Почему нет поддержки этой инициативы? Была передача недавно, и заместитель председателя исполнительного комитета Георгий Георгиевич Лечо был на этой передаче, и он сказал, что потеряла актуальность эта инициатива в связи с задержанием главы Гагаузии. Ну, во-первых, наша инициатива была задолго до задержания госпожи Гуцул, и у депутатов было, наверное, дней 10 для того, чтобы осмыслить и подписать эту инициативу. Это первое. Второе, мы никак не могли, конечно, предусмотреть, что будут такого рода события, но никак отставка исполнительного комитета не влияет на те события, которые происходят с главой Гагаузии. И самое важное... Еще раз, чтобы зрители поняли, то есть вы-то вели речь о вотуме недоверия к исполнительному комитету, как органу, не как человеку, Башкану Гагаузии. В прошлом году был принят новый регламент Народного собрания, и процедура по выражению вотума недоверия исполнительному комитету была прописана в такой упрощенной демократической форме. Мы не можем выразить вотум недоверия главе Гагаузии, потому что там совсем другие юридические последствия. Понятно, это референдум, это 2/3 депутатов, это невозможная ситуация для нынешнего реалии. Да? Бессмысленно, абсолютно верно. Но вот исполнительный комитет, который
выполняет функцию управления делами в Гагаузии, которые идут, ну скажем так, не очень хорошо. И расходованием средств. И расходованием публичных средств. Мы как депутаты, которым подотчетен этот исполнительный комитет. Вы Подотчетен, обязаны. что значит подотчетен? Многих коллег с исполнительного комитета это смущает. Это не значит, что они нам подчиняются. Подотчетность это значит, что они отвечают за те действия, которые они обещали, и которые оформлены в нормативном акте, и они должны выполнять. Так вот, мне кажется, многих коллег смущает отставка исполнительного комитета, потому что это вызов для Башкана Гагаузии, вызов для Илана Шора, вызов для тех людей, которые пользуются денежными средствами от Илана Шора. И вот эта возможная потеря популярности среди людей, она, наверное, останавливает в том, чтобы поддержать эту инициативу об отставке. Но тогда исполнительного какое комитета. место в таком поведении депутатов, если депутаты беспокоятся за то, что потеряют свою популярность? И на заседаниях Народного собрания в голос возмущаются, а по факту ничего предпринимать не хотят и не хотят настаивать на том, чтобы исполнительный комитет отчитался за то, как реализовывается стратегия по созданию края мечты, которая утверждена Народным собранием Гагаузии. Если депутаты этого не хотят, боясь потерять свою популярность, так это говорит о том, что депутаты, в общем-то, и не готовы думать о том, как расходуются деньги, как развивается Гагаузия. То есть они думают только о том, как бы остаться популярным, чтобы не потерять доверие избирателей. Тут два очень важных момента. Первое – это система избрания депутатов Народного собрания, которая давно устарела, когда каждый населенный пункт делегирует своего представителя в Народное собрание. И вот эти 35 коллег – это уже чрезмерно для Гагаузии, которая за 30 лет потеряла 60% своего населения. И сейчас у нас депутат Народного собрания больше переживает за свой населенный пункт, который он представляет в Народном собрании, чем за Гагаузию как территориальную автономию. И теряется вообще смысл представительной власти, очень потому правильно. что я не депутат моего квадрата в Камрате, да? Да. Для этого есть примары, есть советники, люди, которые занимаются этими проблемами. Я пришел туда решать вопросы Гагаузии, взаимоотношений Камрата и Кишинева, решение вопросов, которые носят базовый характер, конституционное закрепление, статус закона об автономии, децентрализованные службы и многое другое, что носит политический характер, важный для автономии. Ну, скорее всего, Александр Григорьевич, и депутаты не совсем правильно понимают свою миссию, потому что многие на заседаниях Народного собрания Гагаузии так и говорят: а вот мой населенный пункт, а вы дайте моему населенному пункту. Это говорит о том, что большинство депутатов, не то что люди в населенных пунктах нашей автономии, сами депутаты не понимают ту миссию, которая на них возложена. Так вот я это проецирую на себя, да, вот чтобы никого не трогать. У меня все равно в подсознании мой лицей имени Третьякова, 4-й садик, 5-й садик, 6-й садик, дом детского творчества. Я стараюсь много сделать для того, чтобы эти учреждения в моем округе, потому что я к людям прихожу, когда избираться, потом отчитываюсь, я должен говорить, а что у меня получилось сделать. И вот это проблемы Гагаузии, они уходят на второй план. И мы предложили, опять же с Михаилом Николаевичем, коллегой, ну давайте реформируем уже, вот если пройдемся по улицам, ну все люди, во-первых, считают, что Народное собрание как институт власти дискредитирован. Ну да, так люди считают. И второе, все люди считают, что зачем 35 депутатов для этой маленькой Гагаузии. Ну это же очевидно. Но если вы хотите, уже говорите о своей идее с Михаилом Николаевичем о том, чтобы сократить число депутатов, и вышли с одной инициативой, о которой об этом говорит, вы серьезно думаете, что вас поддержат? Ну кому же это сегодня выгодно? То есть если на заседаниях Народного собрания Гагаузии депутаты сидят и популистски что-то говорят, но как только дело доходит до подписи каких-то документов, чтобы реально запросить какой-то ответственный документ от исполкома, они не готовы, потому что они будут непопулярны. Смотрите, ну тут вы были руководителем общественного телевидения и радио. ГРТ, да. Вы сейчас занимаетесь с коллегой вот этим новым вызовом. Да. Вы же это делаете не потому, что это всем нравится, и не потому, что это всех устроит. Вы хотите, чтобы была объективность, чтобы был другой фокус зрения на то, что происходит. Да, возможно, это сейчас не популярно, возможно, это сейчас критикуют, но вы же этим занимаетесь, потому что вы в это верите. Я верю в то, что 35 депутатов для Гагаузии, как и мой коллега Михаил Николаевич, это чрезмерно. И что вот эта функция, которая была заложена основателями Гагаузии, чтобы каждый населенный пункт имел своего депутата, она на самом деле глубокая, да? Вот, чтобы... Ну, вроде как бы и правильная, но... Но мы же ее
перевернули. У нас же уже большая часть депутатов Народного собрания не представляют свои населенные пункты. Ну, будем откровенны. То есть вот это заложена мудрость, та, что было 30 лет назад, она уже не работает. Более того, у нас со 160 тысяч людей осталось 100 тысяч. Да? Да. И третье, депутат Народного собрания, еще раз говорю, больше заботится о своем округе, чем о Гагаузии. Вот И это тогда, первая получается, причина. вымываются основные Это задачи. первая над причина, которыми- почему так тяжело проходят вотумы недоверия. Не просто вотумы недоверия, а вообще отношение к исполнительной власти. Я вам приведу несколько примеров. Как мы начинали этот созыв Народного собрания, у нас была определенная фракция, Сергей Константинович Чимпаеш, у нас были вызовы, под которыми мы подписали, что это порядочность, что это ответственность, что это очень четкое распределение публичных средств. И вот наша команда распалась. Почему распалась? Потому что как только появились моменты, когда настоящий вызов для нашей фракции, она сломалась. И я приведу А что примеры. было вызовом? Как- Одним из. Когда формировался этот созыв, была еще Башканом Ирина Влах. Мгм. И, скажем так, абсолютно непрозрачно тратились публичные средства. Более того, они тратились нецеленаправленно, скажем так. Мгм. В том числе на проведение предвыборной кампании Ирины Федоровны через бюджетные средства для будущей ее предвыборной кампании. И мы вышли очень строгими блокировками этих вопросов. И вначале у нас все получалось. Но как только дошло до того, как есть две опции, когда Народное собрание может быть распущено. Это не утверждение бюджета, Да. это не утверждение исполнительного Исполкома. комитета. Как только мы дошли до этих двух опций, утверждения бюджета и утверждения исполнительного комитета, и мы тогда действительно должны были проявить свою стойкость, ответственность, в том числе пойти на то, что она нас могла распустить, мы сломались. Команда сломалась. Это напугало депутатов. Большинство проголосовали и за бюджет, и за состав исполнительного комитета. И эта же причина, мне кажется, сейчас в том, что вотум доверия не поддерживается, потому что, по сути, если исполнительный комитет будет отправлен в отставку, глава Гагаузии должна будет предложить другой состав исполнительного Так у комитета, вас же который, уже и так срок который истек. может быть не утвержден Народным собранием, и у уже действующего главы Гагаузии появится опция распуска Народного Да, но собрания. Народному собранию Гагаузии осталось Так всего уже ж лишь, осталось-то, что несколько там? Это мы месяцев так с работы. вами считаем и хотим. А как Я считает и смотрю хочет по закон? комментариям, кто-то хочет все-таки продлить эти полномочия. Раскройте и скобки, остаться. пожалуйста, здесь. Я вот постараюсь довести мысль ту до конца, которая предыдущая, что вот все-таки Народное собрание не готово на решительные шаги, Ну, это очевидно. и поэтому этим пользуется и Ирина Влах, в настоящее время этим уже пользуется Евгений Гуцул, потому что они понимают, что когда дойдет до красной линии, Никто не Народное хочет собрание распуска. не перейдет. Александр Григорьевич, мне кажется, что Народное собрание Гагаузии дискредитировало себя еще тогда, когда утверждал этот исполнительный комитет, потому что это же против нашего законодательства, то есть кто-то говорит о том, кто войдет в исполнительный комитет, то есть сторонний человек говорит о том, кто войдет в Народное собрание Гагаузии. То есть здесь уже само в состав исполнительного комитета. То есть неправильные шаги, которые отходят от законодательства, делает Народное собрание Гагаузии. Тогда, когда претензии со стороны Народного собрания Гагаузии обращены к исполнительному комитету, исполнительный комитет, наверное, тоже думает, вы можете нарушать, а почему не можем это делать мы? И если Народное собрание Гагаузии нашло нарушение в деятельности исполнительного комитета, 10 пунктов нарушения законодательства, Народное собрание Гагаузии, на мой взгляд, наверное, обязано было просто единогласно. Это тоже, на мой взгляд, какое-то нарушение действующих нормативов со стороны Народного собрания Гагаузии. Вы очень правы, Елена Федоровна, что вот этот пинг-понг в нарушениях, он и создает эту ситуацию, когда фактически решить проблему невозможно. Исполнительный комитет был представлен нарушение нашего регионального законодательства. На площадке перед исполнительным комитетом мы не имели права, вот все перевели это в русло, что премьер-министр собрал депутатов, попросил их не голосовать за исполнительный комитет. Кишинев надавил на депутатов Народного собрания, чтобы они не голосовали за исполнительный комитет. Они не патриоты, они продвигают интересы Кишинева. Мне не нужно мнение премьер-министра или мнение какого-то другого должностного лица с Кишинева, чтобы я увидел явное нарушение действующего законодательства. Когда нам людей откуда-то с Аргеева привозят, и чтобы они руководили Гагаузией, и когда мы, помните, пару раз не голосовали, Да, там, да, потом, да. но
Народное собрание продвинуло некоторых своих коллег в исполнительный комитет, и оказалось, что исполнительный комитет полностью все нормально, все по закону представлено. Ну, то есть договорились. Да, Об этом то есть еще... нашли консенсус. А где же законодательство? А где интересы людей? Александр Григорьевич, а почему ни разу на заседаниях Народного собрания не было предложено депутатами, да и вами, собственно говоря, а может быть, я не увидела, может, была у вас такая инициатива. Пусть депутаты однажды рассмотрят, как законодательный орган сам нарушает законы. И пусть даст сам себе оценку. Но как законодательный орган в нарушении законов что-то делает. И, кстати, о нарушении законов. Да, вы скажите, была ли такая инициатива? И следующий мой вопрос сразу же о том нарушении закона Народным собранием Гагаузии, когда вас отстранили от должности, и суд второй инстанции уже принял решение о том, что все-таки было нарушение закона по вашему отстранению от должности. Как так получается вообще? Почему сами депутаты не анализируют свои действия? Зачем нам Народное собрание, которое нарушает законы? Законодательный орган работает, нарушая законы. Причем иногда и свои же, принятые этим же органом. Так мы и в основном и нарушаем наше региональное законодательство, не национальное, потому что национальное законодательство, оно не может регламентировать внутреннюю деятельность мироустройства, Народного собрания, исполнительного комитета. Это наша внутренняя структура, которую мы должны сами контролировать. Потому и нарушает законодательный орган. То, что вы спросили, такие примеры были, когда мы поднимали эти вопросы на Народном собрании, но вы правы, что не было такого системного обсуждения, анализа основных нормативных актов Гагаузии, как они исполняются Народным собранием. А последний пример, которым вот вы задали вопрос, является обсуждение по двум экономическим агентам, которые, если помните, мы с вами на передаче обсуждали, что люди выполнили все свои инвестиционные планы согласно местного закона, а президиум просто не включал вопрос в повестку дня. Но, кстати, вот для чего вы работаете, для чего мы что-то инициируем. Вопрос попал все-таки на заседание Народного собрания, спустя больше года вопрос принят, проголосован, и люди получают эти... Но год спустя. Но год спустя. Главное, что вот это общественное мнение было создано, и вопрос решился. Поэтому, когда вот мы говорим об отставке или вотуме недоверия исполнительному комитету, возможно, ничего не получится. Но общественный резонанс, он уже создан. И, возможно, через определенное время мы к этому придем, потому что люди начинают об этом говорить, люди начинают это обсуждать. И это не просто вот нам не понравились, как они работают. Конкретные примеры. Ну, чтобы люди говорили... Составляющая вашего вопроса, Оксана Федоровна, вторая составляющая была по поводу вашего решения. Значит, я не могу давать характеристику законно-незаконно, для этого есть судебная инстанция, которая выскажется. Мы с моим адвокатом выиграли и первую инстанцию, и по первой отставке, и по второй отставке. Еще апелляционной палаты не было заседания, даже по первой отставке, она должна быть в апреле месяце. Посмотрим. А вы готовы к третьей отставке? Не успеют, возможно. Смотрите, пожалуйста. Она тоже возможна. Любой политик, любой политик это часть политической жизни, когда он может потерять политическое доверие и отправлен в отставку. И это естественно, и это нормально. Но законодательство предусматривает, что даже политик не может быть отправлен в отставку просто так. Да. Вот как исполнительный комитет. Вот мы захотели, чтобы они ушли. У нас есть 17 голосов. Уходите. Нет. Ну, почему, Александр Григорьевич, получается так, что если есть основания, то что-то не срабатывает. А если оснований нет, то человека отстраняют от должности. Какие основания? Какие основания? У медали же две стороны. Да? Вот отправить меня, есть политическая воля, есть голоса. Ну, голоса они нашлись, есть, воля но нету мотива. То есть враг народа, ну так себе аргумент, да? Вот вы там написали мои некоторые, где я работал, чем я занимался. Вы же не написали, я враг народа. Хотя, как бы, меня по этой причине сняли первый раз. Вы это могли в досье мое включить, потому что я фактически враг гагаузского народа. Ну, так меня отправили в отставку, понимаете? У них на то просто собрались агент голоса. Санду, ПАС, ну что еще, какой еще есть такой нарратив самый нехороший? Но я не знаю, наверное, какой самый нехороший. Да, наверное, этого достаточно. Здесь сделаем паузу и не позволим вам, как минимум в этой студии, называть от их имени даже вас врагом народа, потому что мы вчера с Леной Федоровной, готовясь к этому выпуску и встрече с вами, мы делали такой вот свой собственный анализ и пришли к выводу, что более 80% законов, написанных и работающих, принятых в Народном собрании Гагаузии, действующих в Гагаузии, они, в общем-то, написаны из-под вашего пера.
И многие это не являются потому, что уникальными делать для комплименты Молдовы. Александру Тарнавскому, но да, и многие из них уникальны, и к ним имели отношение вы, поэтому называть, это мы и для зрителей наших говорим, да, надо очень внимательно следить за тем, каков результат работы каждого избранного лица, потому что мы для того их избирали, чтобы почувствовать результат их работы на нашей жизни. И вот 80% законов написаны Александром Григорьевичем Тарнавским и теми людьми, которые вместе с ним в разные периоды это делали. Вот это как раз и есть результат. Поэтому оставьте вы это слово «враги» для другой как какой-то говорит Елена Федоровна, формулировки. ама сайгылы фикирдашлар, Фикирдашлар, да, единомышленники. Ага. это есть, это факт. И я про что? Вот вы спросили, как вы относитесь Ну, как они в суде к своей доказывают, отставке что вы враг? незаконной, да? Вот я пошел в суд со своим адвокатом, и если меня сняли, это я же говорю, нормально, если тебя сняли по мотивам. Я нарушил законодательство, да? Либо я был заместителем председателя Народного собрания, курирующим бюджет. Я там допустил какие-то Ну, Александр неточности. Григорьевич. И вот меня снимают. Это нормально, это красиво, этого это нет. правильно. Но когда этого нет, просто так снимать, неважно тут персональ, этого не должно быть. Александр Григорьевич, не должно быть, но это происходит, и это, очевидно, происходит в первую очередь потому, что есть 17, 18 или 19, на какой вопрос сколько голосов надо. И вот мы сегодня хотим говорить в том числе о том, как эти голоса подбирались и почему так произошло, что в унисон работает большинство в Народном собрании Гагаузии и защищает таки исполком, когда по сути и по духу закона Народное собрание Гагаузии, как вы чуть выше говорили, должно контролировать то, как работает исполнительный комитет. Не допускаю нарушения Это, закона. Уважаемые единомышленники, это ситуативное большинство. Это не то большинство, которое было создано нами в самом начале, которое базировалось на каких-то Но оно идеях. принимает Ситуативно, решения. Александр Григорьевич, но она принимает такие решения, которые влияют на всю Абсолютно нашу жизнь, верно. на всей нашей автономии, А, и не только. А люди же их не выбирали для ситуативных голосований. Вот это народное собрание, я сейчас обобщаю всех нас, оно взрастило монстра. Монстра. Я Так, имею кого в вы виду называете монстром? Это монстр, это та политика, которую Ланшор имплементировал в нашу автономию. Давайте покажем одну фотографию и поговорим прямо сейчас об этом, и вы раскроете свою мысль, кого вы называете монстром в данной конкретной ситуации по Народному собранию Гагаузии. Фотография встречи 3 людей в Израиле с Шором. Это фотография, которая, наверное, история сохранит эту фотографию, я так думаю, потому что она многоговорящая, многообещающая и одновременно настолько же позорная. Это моя оценка, потому что с этой фотографией, как мне кажется, опровергните, пожалуйста, если вы не согласны, начался вот этот путь Народного собрания Гагаузии не туда, куда нужно было бы проводить все мероприятия и все решения Народного собрания Гагаузии по оценке деятельности исполнительного комитета. Да. О монстре. О монстре. Что я под этим подразумеваю? Люди выбрали главу Гагаузии, которая не нашла в себе силы абстрагироваться от Илана Шора, а вот Народное собрание, которое было на тот момент легитимнейшим органом, в том числе для международных партнеров и официального Кишинева, оно могло сохранить вот эту легитимность Гагаузии в глазах партнеров. Мы могли стать противовесом той политики, которую Ланшор хотел имплементировать через Башкана. Но, я еще раз повторяюсь, мы их легализовали, утвердив исполнительный комитет, когда председатель Народного собрания поехал в Израиль без разрешения Народного собрания, мы его туда не делегировали. Кого он там себя представлял? Депутатов Яропонтовки? Пожалуйста. Но вы же представляете Народное собрание Гагаузии по законодательству. Вы дискредитировали весь орган. Исполнительный комитет дискредитирован до этого, Народное собрание дискредитировано после этого, и у нас нет диалога. Но дискредитирована это только одна составляющая всего вот этого вот механизма. После в Народном собрании Гагаузии образуется определенная группа людей, которая всегда голосует и всегда действует в интересах чьих-либо, но не в интересах А уже автономии. точка невозврата была пройдена Еленой Федоровной, когда был утвержден исполнительный комитет и когда была вот эта поездка в Израиль. Мы себе
изолировали всю автономию. То есть два первых лица Гагаузии. Первое, которое Давайте представляет... напомним, поездка в Израиль была до утверждения исполкома либо после? Нет, она была уже после. То есть вопрос уже был решен до этого. И получается, два первых лица по закону, которые представляют Гагаузию. Глава Гагаузии, как все народно избранные, и руководитель исполнительной власти. Второе лицо, председатель Народного собрания, который представляет представительный орган. Они оказались нерукопожатые для официального Кишинева и для международных партнеров. Получилась вся Гагаузия стала нерукопожатой. И не может Тарнавский, Железогло или кто-то иной решать вопросы от имени Гагаузии. По закону это могут делать только два человека. Башкан и председатель Народного собрания, которые фактически отрезали Гагаузию от внешнего мира. То есть Теперь давайте... возвращаясь к монстру. Пожалуйста, да. Монстр пришел, и мы его начали усиливать, утверждая вот эти состав исполнительного комитета. Монстр Шор? Монстр Шор. Окей. Политика Шора. Да. Политика Шора – это разрыв с Кишиневым, это эскалация конфликта. Тут же все понятно. Демонтаж власти в Кишиневе через Гагаузию. Так вот, начал этот монстр расти. И первый вестник – это были местные выборы. Я вам напомню, что в каждом населенном пункте были кандидаты от партии Шора. Да. И даже в Дизгинже и в Буджаке, где прекрасные примары, я не уверен, что они бы выиграли, потому что были кандидаты от Шора вот с этими несметными богатствами. Обещанными. Да, которых называют кто-то меценатом, да, вот с этими деньгами, которые бы покупали голоса. Хорошо, что эту партию сняли. Да, это, возможно, не очень демократически для европейского сообщества, но если бы эту партию не сняли, то у нас везде бы в населенных пунктах были представители Шора, абсолютно не готовые к тому, чтобы управлять населенными пунктами, как, к сожалению, произошло на уровне Гагаузии. Сейчас, возвращаясь с командировки, я был там с молдавскими примарами, с молдавских населенных пунктов. Вы знаете, в каждом населенном пункте была аналогичная ситуация. Им тоже приходили девочки от Шора, даже не обязательно живущие в этом населенном пункте, которые должны были стать примарами. И вот эту ситуацию поломали, когда сняли этих кандидатов. Что, только девочки, да? Ну, в данном случае это были молодые женщины, не с этого даже населенного пункта, то есть она не знает даже, куда пришла руководить. Но ее готовы были поддержать. Ну, то же самое, что в Бельцах происходило, Стаубер и так далее, и так далее. То есть, если партию не сняли, у нас вся бы, наверное, и страна была бы перекрашена вот в эти розовые тона. Поэтому даже вот те люди, которые сейчас поддерживают ту политику, которую глава Гагаузии имплементирует в автономии, они могли остаться без рабочих мест, без постов, без должностей. И этот монстр вырос, и на выборах Народного собрания там тоже будут кандидаты от Шора. И вот это ситуативное большинство, которое сейчас поддерживает политику Лана Шора, она столкнется с тем, что их отодвинут. Придут люди Шора, потому что большинство в Народном собрании, оно все равно не его сторонники, да. Но не стопроцентно. Да, его. Иван Шор это сюда пришел, и Евгения большинство. Гуцул, у них не было команды здесь, да. Это уже было все вот То так. есть вы это сводите к тому, что сейчас как раз Шор больше укрепился в Гагаузии? Абсолютно верно. И это понимают депутаты Народного собрания, что выборы для них пройдут, возможно, в одну калитку. То есть везде будут выигрывать кандидаты, которые пришли с деньгами. К чему я это? Почему мы взрастили этого Шора? Когда мы видели эту ситуацию, я говорю про... Вот мы кто? Да, тут надо разделять, потому вот, что мы это не вся Гагаузия. Получается так, все что в Народном собрании вот по ключевым вопросам до 13-14 депутатов голосуют вот против, да, вот тех решений, что предлагается исполнительной Да, властью. но это меньшинство. Это меньшинство, ну такое, да, вроде не меньшинство, но ничего не решающее, собственно говоря. Так вот, мы знали, что это так будет развиваться, эта ситуация. Мы предлагали проект декларации о том, что давайте осудим главу Гагаузии за то, что она не абстрагировалась от Лана Шора. Осудим то, что она не стала башканом для всех. Мы выбирали башкана, а не Лана Шора сюда. И вот эту декларацию не проголосовали, не поддержали. И получается, что главу Гагаузии фактически вот к этому жертвеннику толкали вот те, которые голосовали за все эти решения. Если бы мы ее вовремя остановили, если бы мы стали действительно законодательной властью, которая стала противовесом, и не поддерживали бы и все не поддерживали, идеи. И не ездили бы в Израиль, не было вот той А давайте еще раз к Израилю. Именно к Израилю еще раз к этой фотографии. Давайте попробуем себе представить,
что, то есть я попросила вас опровергнуть мое мнение о том, что с этой фотографии все началось. Эта фотография не все началось с этого трагично дня, для где была эта Гагаузии. встреча. С этой фотографии трагические моменты начались для Народного собрания, которое стало таким же нерукопожатым для Кишинева и внешних партнеров, как глава Гагаузии стала до этого. Да, смотрите, давайте представим себе, что не было этого визита туда, к Шору, не встречались, а если они встретились, то что же могли обещать? Мы же не знаем, что там. Почему мы не знаем? Встречи. Они же публично приехали, опубликовали. Но это были о том, те обещания, что 500 которые... миллионов леев по населенным пунктам. Начали же советы собираться, распределять эти деньги. А что за этим аэропорты, землю для аэропорта. Ничего. Что за этим было? Вот я же чего говорю, мы не знаем по-настоящему, о чем договорились. То есть, что они опубликовали, мы это все видели. Да, аэропорт уже, земля должна была быть выделена. Может, они уже поверили, Ксения Федоровна, в это? Нет, я, знаете, о чем, Лена Федоровна, я о другом хочу спросить. Вот давайте представим себе, что вот эти трое сидят и за столом, они поехали вот к хозяину денег, да, собственно говоря, который готов эти деньги вроде как вложить в Гагаузию. По обещаниям. Вот что там обещал Михаил Влах? На тот момент Михаил Влах был председателем наблюдательного совета общественной телерадиокомпании ГРТ. Давайте попробуем себе пофантазировать. Вот, а потом ГРТ перешло полностью в руки Шора. 3 человека, которые поехали к Илану Шору, мы знаем, что это не только 3 человека, но и другие политики. Николай Дудогла ездили к Илану Шору, но это не публиковалось, это не было прозрачно. И Петров ездил, по-моему. На самом деле это, наверное, личная позиция этих людей, которые ездили к Илану Шору. Я сейчас не хочу говорить о Михаиле Влахе или других посетителях. Я говорю о Дмитрии Константинове, который представляет наш законодательный орган Гагаузии, который является его первым лицом. Вот он что там искал. Но, скорее всего, хочется это и дискредитировало власть Гагаузии, понимаете? Это понятно, Александр Григорьевич. Но мы потеряли ГРТ, и это тоже дискредитирует вообще всю Гагаузию. Вот эти люди, которые на этой фотографии, которую мы вам только что показали, один руководит Народным собранием Гагаузии. То есть все Народное собрание Гагаузии практически становится подвластным и действует так, как ему диктуют. Да. Второй человек на этой фотографии становится первым замом. Так? А третий человек первым замом Башкана. Да? Да. А третий человек, он руководил наблюдательным советом ГРТ, то есть он обеспечил полный доступ и полное подчинение ГРТ тому же Илану Шору. Назовем это просто сдал, как сейчас они решили свои вопросы, политики. Персональные вопросы. Да, вот. Но я говорю сейчас, я понимаю, что вы хотите услышать. Но я хочу сказать о более масштабных вещах. Там был руководитель, который представляет целый орган власти. То, что были еще 2 попутчика, они решили свои вопросы личные, но это не имеет ничего себе трагических последствий для ГГУ. 12 это уже бонус к тому, что произошло с Гагаузией. Я говорю о том, что по статусу есть всего лишь 2 органа власти, которые представляют гагаузскую автономию. И один из них был дискредитирован вот этой Хорошо, Александр Григорьевич, Константинов был на этой встрече. Я вот возвращаясь к тому вопросу, который вы говорили, путаются компетенции депутатов. А что решает председатель Народного собрания с меценатом, как его называют, да? Какое имеет отношение Народное собрание к развитию населенных пунктов, к деньгам, которые там обещали, к аэропорту? Это же функция исполнительной власти. То есть сама цель поездки в чем была? Заниматься деньгами, это не уровень Народного собрания. Наверное, тут уместен глагол Дмитрия Георгиевича Константинова, который однажды сказал: вы берега попутали кому-то. Он вернулся. Наверное, у него тоже самое получилось. Он вернулся с этой поездки. Я зашел без прессы, 1 на 1, высказал вот то, что примерно сказал вам сейчас о том, что он наделал. Константинову сказали? Константинову. Ага. И после этого начались вот те события, которые связаны лично уже со мной. Понятно. Александр Григорьевич, а вот у меня к вам вопрос. На этой встрече мы видим на этой фотографии Константинова. Сейчас задержана Гуцул. Все-таки, я не знаю, может быть, это только мое мнение, но его голос в поддержку Гуцул звучит не слишком громко. Почему? Вы знаете, Гуцул — это уже бонус к тому, что произошло с Гагаузией. Я говорю о том, что по статусу есть всего лишь 2 органа власти, которые представляют Гагаузскую автономию. И один из них был дискредитирован вот этой
Все комментарии журналистов, которые были связаны с задержанием Гуцул, комментировались мной примерно вот в такой форме, что я не знаком с материалами дела. Возможно, она виновна, возможно, она абсолютно невиновна. Я не хочу как бы влиять на судебную систему, которая по закону независима. Мы не должны комментировать, как суд и какие решения будет принимать. Это и есть давление на судебную систему, что не должно быть в демократическом обществе. Возвращаясь к вашему вопросу. Вот к этому жертвеннику, который я говорил, Башкана Гагаузии, который человек молодой, неопытный, без знаний, пришла руководить целым регионом, не зная, куда она попала. Вот каждый из нас, особенно те, кто ее поддерживал во всех ее вопросах, они виновны в том, что сегодня с ней происходит. Они толкали ее в эту бездну, к этому жертвеннику. Если бы не было этого визита, то совсем другая была бы ситуация. Был бы другой исполнительный комитет. Было бы все в рамках закона. Ну, не смогла она уйти от влияния Илана Шора, но она бы с ними и осталась, да. А так это все распространилось на всю То есть, Александр Григорьевич, так вот получается... Вот все, и Дмитрий Константинов, как председатель Народного собрания, они несут ответственность за то, что происходит сегодня с главой Гагаузии, которая закрыта. Закрыта. А эти люди мы поддержим. Чем вы ее поддержите? Вы ее подвели к этой черте. Вы говорите, они несут ответственность. Да какую же они несут ответственность? На самом деле, да, безусловно, жаль, что Евгения Гуцул не смогла увидеть, что ее подставляют. Я думаю, она до сих пор не понимает, в какой ситуации она оказалась. Вы об этом говорили еще в 2023 году. Смотрите, мы политические оппоненты, да, с главой Гагаузии, с той политикой, которая она пришла. Но я неравнодушен к этому человеку, неравнодушен к любому политику, который работает, как и вообще общечеловеческие какие-то ценности. И если помните, я на Народном собрании открыто ей говорил. А у нас, вот кажется, есть это видео, да? Да, кусочек этого видео, да, давайте, друзья. Ну а перед этим мы только напомним, что это проект «Единомышленники». В студии Елена Карамит, Екатерина Жекова и наш гость, депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Да, ставьте лайки, если эта дискуссия нравится, ну и поделитесь с друзьями. Так больше людей нас увидит, и, конечно, это приносит нам определенные бонусы для продвижения нашего проекта. Евгения Александровна, вы молодой человек, я уверен, хороший человек. И вся эта критика, которая у нас есть, ваш адрес не воспринимайте лично к себе как к человеку. Посмотрите, пожалуйста, вот эти вопросы, которые вам задают, и вам сложно на них ответить, я понимаю, чувствую как человек, насколько вам тяжело, они произошли из-за того, что вы не прошли школу, не имеете того опыта, не побили себе, как говорится, шишки в примарии, в органах публичного управления, в каких-то предприятиях. Вы не готовы к этой работе. И все эти вопросы, которые мы вам задаем, и претензии мои личные, они направлены не против вас, а против того человека, который вас вовлек в это все. Того человека, который вас, извините, использовал как человека, в том, чтобы управлял целой гагаузской автономией, к которой работе вы не готовы. И вам нужно самый лучший выход для вас и для всех нас. Просто как человеку уйти с этой должности. Добровольно, открыто. У меня была в жизни такая ситуация, когда я сделал шаг назад. И я уверен, что у вас этот шанс есть, и этот выбор у вас есть. Я хочу сказать, я не буду искать причины в составе исполнительного комитета в образовании, в языке или в чем-то еще другом. И я открыто сказал, что исполнительный комитет я не буду поддерживать по 3 причинам. И это политические причины. Первое. Они не могут дистанцироваться от Шора, к сожалению. И вы не можете дистанцироваться от Шора. По разным причинам, но это очевидно. Второе, вы не сможете вести конструктивный диалог с Кишиневым. К сожалению, у вас это не получится. И третье, вы не восстановите доверие внешних партнеров. Поэтому я вам открыто говорю, что я не буду голосовать за исполнительный комитет. Да. И вы не обижайтесь как человек, вы чей-то родитель, вы чья-то дочь. Мы вас не хотим обидеть. У нас есть претензии к тому человеку, который хочет использовать Гагаузию в конфронтации с Кишиневым. И, к сожалению, он использует вас и тех порядочных многих людей, которые есть в составе исполнительного комитета, которых лично я знаю и очень уважаю. Вот, Александр Григорьевич, смотрите, выражение, которое вы использовали. Вас используют, вы не готовы к этой работе, и что продемонстрировано за эти 2 года, вы уже пишете вот в своем документе, письме, заявление, которое вы назвали вотумом недоверия. Лучший выход для вас — уйти с этой должности, сказали вы тогда.
А что бы вы сказали сегодня, Евгений Гуцул, если бы у вас такая возможность была, вот, ну, прямо сейчас, скажем, после всех этих событий? Вы знаете, я проявил неравнодушие к этому человеку, но, наверное, недостаточно участия. То есть у меня не было ни одной личной встречи с ней, чтобы вот просто поговорить и высказать свою позицию. Как-то получилось, что я вот критичен к ней, и вот какая-то такая линия, эти меня поддерживают, эти не поддерживают, и все. И, возможно, бы какое-то личное общение, оно бы помогло в том, чтобы раскрыть некоторые скобки того, что происходит. Я бы ровно то, что вы сегодня показали запись, сказал бы сегодня, что и это было несколько раз публично о том, что уйдите от той политики, которая связана с Иланом Шором. Если вы не можете этого сделать, я не знаю как всех хитросплетений их взаимных отношений, то уйдите с этой должности. Иначе, вы знаете, есть такая библейская мудрость, что ты можешь приобрести все в мире, но потерять себя. И можно потерять вот это самое главное. Семью, близких, имя. И остаться вот разбитым, полностью разбитым, с разбитой судьбой. И вот эти, когда были выборы Башкана перед вторым туром, мы собирались, вот наша команда, которая была та фракция, кого поддержать на втором туре. Я напомню, что осталось Евгений Гуцул и Григорий Узун. Большинство коллег выступили за то, чтобы поддержать Евгению Гуцул. Почему? Она молодая, она неопытная, и мы будем руководить, грубо говоря. А Григорий Узун, ну, скажем так, Адам, да, со своим характером, и не получится у нас влиять на те события, которые связаны с Но он все-таки имел и депутатский опыт работы депутата. Мы работали вместе, мы же знаем. Да, но это, я тогда сказал, я не поддерживаю ни одного, ни второго кандидата. Так вот, я и хочу сказать, что во многом политическая элита Гагаузии не стали менторами, не стали мудрыми какими-то людьми подсказать этому человеку молодому, куда она попала и какие последствия Потому что ждут. это было непопулярно, Александр Григорьевич. Понимаете? И получилось, что вот эта жертва, вот эту жертву сейчас несет она, не кто-то иной. Кто-то с Тель-Авива или там с Барвихи или с Рублевки откуда-то. Мы поддержим, что вы поддержите? Человек тут закрытый физически, а вы все продвигаете свои нарративы по Санду нелегитимно, власть в Кишиневе ненужная, напишем письма другим странам и дальше используют человека. Ну, смотрите, тут же опять же, мы не знаем на самом деле, какие договоренности между Гуцул и Шор, но то, что в этой ситуации чисто по-человечески понятно, что Евгения Гуцул стала, не дай бог, но на это похоже, что это жертва всех идей и проектов, которые как минимум Шор реализовывал здесь в Гагаузии, и даже вот эти 3 ходоков в Израиль, они тоже остаются в сторонке, потому что Лена Федоровна задала вопрос, почему так тихо свой брифинг провел и Константинов. То есть мы знаем, каким бывает Константинов. Мы знаем, что Константинов может чего-то выходить, требовать, но ни к одним протестам Константинов не присоединился. А мог бы. Константинов не говорил ультимативно и требованиями какими, у нас есть тихонечко. Видео мы можем посмотреть. Вот перед этим видео Константинов дает брифинг в очень респектабельном помещении. У него также служебный автомобиль, он на должности. Да, а человек сидит в изоляторе, потому что по закону Гагаузию представляет Башкан. И это, власть же это не только вот эта мишура, да, то есть они танцы, все наделали концерты, на голову уважение, это же и крест, это же ответственность. И когда обратная сторона медали, один человек несет ответственность, не вся команда, не вся сборная. И этот человек сейчас несет ответственность. А кто-то изгаляется над этим. Семьи уже думают, а кто будет исполнять обязанности, аж какие будут выборы, кто будут кандидаты. Все, жизнь прошла, идет дальше. Перед этим видео Константинова, может быть, вот маленькая такая реплика, но одновременно с этим, да, подставили, да, все остались в тени, а несет ответственность сейчас Башкан Евгения Гуцул, но она и должна была на каком-то этапе понять, услышать и разобраться, что не все так гладко, как ей расписывалось. Ответственность на ней, на персоне, которую люди избрали Башканом. Вот смотрите, пожалуйста, а кто это объяснит? Я с Михаилом Николаевичем подготовили декларацию, что давайте осудим то, что она делает, эту связь с Шором. Не поддержали. Я примаром обратился, с теми людьми, с которыми много лет работаю.
Они-то понимают всю эту глубину, ну, по крайней мере, в дискуссиях со мной. Давайте поддержим, давайте от имени примаров подготовим. Эту декларацию подписали в конце я и Михаил Николаевич. Ни один примар не откликнулся. Как и с А документом кто с этому вотумом человеку? недоверия. Она же думает, слушайте, меня никто не осуждает, ни депутаты, ни примары. То есть она поверила, Она что поверила, что так и должно быть, что это правильно, что ничего не будет, что ты говори, ты выступай, все будет хорошо. Кто подсказал официально этому человеку об этих последствиях? Никто. Ну, какие подсказки? Возможно, ей не нужны были ничьи подсказки, потому что главная подсказка шла от Шора, и это, наверное, ее окрыляло. Поэтому сейчас... А мы, гагаузские политики, ну элита, как-то мне не очень нравится слово, мы же ей ничего не подсказали, мы же не протянули руку помощи. Но вы говорили, Александр И Григорьевич. я сейчас не про частности, я говорю про систему, Но про это время, орган. когда надо говорить и про частности. Вот Почему? Потому что... сидим за столом, как мы с вами, все говорят о том, что слушайте, куда она попала, что она делает, она не готова, еще ее завлекают. Я говорю, ну давайте положим эти мысли на бумагу, очень корректные, никого не оскорбляя, никого не обижая. Нет. Ну, Александр Григорьевич, наверное, нет, потому что люди тоже поддерживали такое, и мы видим, ну, об этом еще поговорим. Но вы же примары вчера, вы бы не были примарами, если бы Шор остался. Вы остались примарами только потому, что партию сняли. Сейчас, завтра наступило, давайте поможем, выскажемся об этом, что это ненормально. Эти выборы ненормальные, так не должно быть. Александр Григорьевич, Равнодушие. наверное, потому это равнодушие или просчеты эти и примаров, и каких-то политиков автономии, потому что нет вот этого стратегического видения и желания, куда я могу своими действиями двигать эту Гагаузию. А все очень местечково и очень... Вот мне важно выиграть выборы, не важно, как там что будет, но мне как примару важно, чтобы я людей не разозлил. Вот поэтому Хотят про народное собрание, когда мы с вами говорим, когда депутат будет представлять Гагаузию, когда будет один список, например, 21 депутат, да? Ну, судя по населению, 5000, один депутат. Это ваша идея уже? Это наша идея, вот просто суть. Список из 21 фамилии. Выбирают его и в Авдарме, и в Чешмекё, и в Камрате. Этот человек будет пользоваться доверием всей Гагаузии. Он не будет думать, как мне решить ремонт улиц в Копчаке или Ферапонтьевке, а как мне решить проблемы Гагаузии. И у него будет совсем другой статус, другое доверие от избирателей. Но мы же пока этого не К хотим. сожалению, Люди хотят, политики не хотят. Народное собрание Гагаузии занимается другими вопросами, и такие важные Мы вопросы, ездим в они Израиль, стоят на повестке. миллионы лей, Да, нашу да, да. инфраструктуру. Причем здесь народное собрание до денег. О, до денег? Ну, ехало не народное собрание, а ехал Константинов. А фактически и это тут уже, поехало народное собрание. и тут уже, ну посмотрите, его никто не призвал к ответственности. В глазах Константинова. Кишинева и в глазах международных партнеров поехало народное собрание. Это да, но никто его не призвал к ответственности. Да, мы никто не приняли Константинова. какое-то коллективное решение о том, что это неправильно, это некрасиво, это непорядочно. Потому. Ну вот так вот. Давайте, Елена Федоровна предложила Все-таки то посмотреть видео давайте да. посмотрим. Есть несколько моментов, которые хотелось бы обсудить. Арест Башкана – это наказание всей Гагаузии, так как все понимаем, что Башкан – это символ нашей Гагаузии, Башкан – это визитная карточка Гагаузии. И когда мы увидим, что такая несправедливость происходит, народ всей Гагаузии и не только встает за несправедливость. Александр Григорьевич, Константинов говорит следующее. Башкан – это визитная карточка Гагаузии, Башкан – это символ Гагаузии, арест Башкана – наказание всей Гагаузии. Дайте оценку этим утверждениям. В соответствии с законом, мы с вами об этом говорили, что высшим должностным лицом автономии является глава Гагаузии, она действительно представляет гагаузскую автономию. Но дух закона важно соблюдать и букву закона. То есть институт башканства, институт властей Гагаузии, он имплементирован в систему государственной власти Республики Молдова. Республика Молдова признала, что Илан Шор – это угроза национальной безопасности, что этот человек преступен в финансовых махинациях, повлекших очень фатальные последствия для нашей экономики, для банковской системы. Когда элемент государственной власти сотрудничает с тем, кого государство признало виновным, это уже не визитная карточка Гагаузии, это уже не первое лицо Гагаузии, это уже неправильно, это уже незаконно. Вот что меня всегда смущает в наших руководителях. Мы всегда говорим А, но не говорим Б. Безусловно, и мы с вами это обсуждали, что глава Гагаузии –
это должна быть членом правительства. Глава Гагаузии должна быть руководителем регионального совета по распределению инвестиций. Она высшее должностное лицо. Это права. Но есть обязанности. Что глава Гагаузии, это пример всем нам, как соблюдать законодательство, да? Не сотрудничать с теми людьми, которые это государство отторгло. То есть важно соблюдать вот эти две стороны. И председатель Народного собрания, вот сказав А, должен сказать Б. Если глава Гагаузии хотя бы сейчас абстрагируется от Илана Шора, мне кажется, совсем ситуация будет другая, и другая будет правовая защита. Потому что вроде правильные вещи, обращения в международные институты по соблюдению прав. По соблюдению прав. Да. Но есть же и другая сторона. Илан Шор санкционирован Европейским Союзом, Соединенными Штатами, Ну да. который сохранил свое отношение, свою связь и свое влияние на Башкана. Как можно обращаться в те страны, которые ввели санкции против этого человека? Это кто-то подсказывает главе Гагаузии? Если глава Гагаузии прислушивалась бы к нашим частным советам или персональным, да, не вот этим системным, абстрагироваться от Илана Шора, сейчас была бы совсем другая правовая ситуация, потому что европейские, международные структуры, они были бы здесь первые о том, что надо соблюдать права человека, нужно соблюдать права руководителя. Но мне кажется, она не понимала до конца риски, которым она подвергает Абсолютно. себя Она не лично, могла как их мама, понять. как женщина, как человек. Ну, во-первых, мы говорили об отсутствии опыта и знаний, политического опыта прежде всего. Для работы на этой И должности. второе, это вот наше равнодушное отношение тех, кто это все понимали, но не разъяснили, не объяснили, не приняли соответствующее решение для того, чтобы оградить. Если это визитная карточка Гагаузии, Вы говорите так о оградите ее от вот этих рисков. Вы же ее не оградили. кто Вы ее, должен наоборот, был ее распахнули оградить? против вот этого всего, что Александр Ну, Григорьевич, как наверное, вы в видите, первую чтобы очередь Илан оградил Шор, Константинов который Евгению ей Гуцулу? такую роль Илан Шор, избрал? Илан Шор в 27 лет стал руководителем совета Банка. Банка Дикарми. Какого-то, да, я уже не В помню. 27 лет он стал руководителем совета по управлению международного А вы этим аэропорта. что хотите сказать? Это что? Какой-то гений? Это одно объяснение, что Ну, такой-то возможно. суперталант в 27 лет руководить такими структурами, либо это очень опасный человек, вовлеченный в какие-то схемы. Влад Филат, он же сел в тюрьму по его показаниям. Ну да. Он сел, премьер-министр, по-моему, 9 лет тогда дали. Он сидел реально в тюрьме по показаниям Илана Шора. Я еще и уже говорил о том, сколькими структурами он санкционирован, государствами, он европейским континентом да. всем санкционирован. И этот человек берет неопытную женщину и делегирует ее в Гагаузию для управления. Но еще Кто-то объяснил, я извиняюсь, вот эти риски, куда вовлекли этого Ну, человека. кто должен был объяснять, а сам человек? Я хочу, мне, безусловно, жаль Евгению Гуцул с первого дня ее выдвижения на эту должность. Я сейчас говорю свою гражданскую позицию. Потому что для меня, как для человека, который маломальски понимает, что такое, вернее, кто и чем занимается Башкан, я, конечно же, понимала, как многие люди в Гагаузии, что не сможет этот человек руководить автономией, потому что нет опыта. Конечно, жаль, но кто же должен был ей что-то сказать, кроме нее самой и тех людей, которым она лично доверяет? Ну вот брифинг. Потому что... Мы же сейчас вернулись к брифингу. Тут есть хоть одно слово в защиту Башкана Гагаузии, которое реально ей принесло бы эту защиту? Так я вам поэтому и говорю. Здесь есть призыв мы видим, какой-то здесь Башкану, нет что призыва. уйдите от этого человека. Даже сейчас, мне кажется, по-другому будет развиваться Как может судебная Константинов система. предложить Евгению Гуцулу уйдите от этого человека, если он сам зависит от этого Шора? Он сам Шором какую-то сделку, назовем это сделкой, сейчас это слово модное. Тогда скажите хотя бы, что мы несем ответственность и вину за то, что произошло с Башканом Гагаузией. Вы это ожидаете от Константина, Ну, если либо вы быть открытыми, фантазируете если сейчас, быть, Александр Григорьевич? иметь мужество, да, определенное. Хотя сейчас гендерный этот фокус там не делят женщин, но на самом деле. Но, Александр Григорьевич, не стоит. Смотрите, да, вы говорите о том, что могло бы быть от мужчины, Должно который... быть. Должен быть вотум недоверия исполкому. Это должно быть. Другое дело, есть этого или нет. Но Я предлагаю не идеализировать, а говорить вот по факту. Почему? Потому что мы сегодня, как мне кажется, обсуждая в этой студии в том числе, мы должны вот этими своими дискуссиями, и поэтому хотим узнавать ваше мнение как депутата, помочь людям в этом разобраться. Когда сегодня в Гагаузии
большинство людей, которые голосовали тогда за идеи Шора, назовем это так, за край мечты, а они сегодня, часть из них растеряна, потому что не понимают, что происходит, а часть из них вот выходит на протесты. Правда, о протестах будем говорить. Есть определенная информация о том, что люди выходят на протесты в том числе за деньги, но, наверное, есть и идейные люди, которые выходят, потому что им идеи Шора близки. Но нам надо людям как-то объяснять, что посмотрите на примере Башкана Гагаузии, когда мужчины поехали навстречу, решили свои личные вопросы, возможно, да, сдали, собственно говоря, ГРТ в управление Шору, сдали Гагаузию, собственно говоря, потому что сюда пришли люди, которые из Аргеева помогают Башкану что-то понять. Но что может Кузнецов помогать Башкану формировать какие-то дела в автономии? Кузнецов. Мы же видим, кто рядом с Башканом. Нам надо людям эти вещи объяснять, потому что впереди еще выборы есть, и выборы в Народное собрание, и парламентские выборы, и никто не снимает с повестки дня имеющий место быть уже подкуп, и никто не снимает с политической борьбы за те или иные должности, будь то депутат парламента, будь то депутат Народного собрания Гагаузии, борьбу за избирателя. А избиратель будет голосовать, потому что в Гагаузии избиратель защищает свои 2000 леев, которые они получают на свои карты. Вот мы это и стараемся с вами транслировать, в том числе посредством этой передачи, посредством публикаций в социальных сетях. Да? Даже я понимаю, вот у меня последний отчет перед избирателями был, у меня были люди, сторонники Шора. У нас очень была... У вас в округе, да? Да, в округе. Глубокая дискуссия о меценатстве, вот этом, да, в кавычках, Илана Шора. Да, это, безусловно, и в моем округе может обернуться выборы такими, которые мы с вами прогнозируем по всей Гагаузии, что они пройдут в пользу кандидата от Илана Шора. Но если мы будем об этом молчать, или если мы не будем об этом говорить, то произойдет то, что произошло с Башканом Гагаузии. Да, пусть наши голоса какие-то единичные, да, может быть, тонут в каком-то море других мнений, но мы должны об этом говорить. Я не беру на себя смелость говорить то, что я говорю, что это правильно. Это мое мнение. Я хочу, чтобы его услышали мои люди. Да, мне кажется, что весь трагизм вот ситуации, которая сегодня сложилась, заключается в том, что сегодня Гуцул арестована. Но в социальных сетях мы видим уже информацию о том, что появилось другое лицо, которое продвигается тем же Шором в Башканы Гагаузии на будущий мандат. То есть получается, что Гуцул сидит, они и забыли. Да, есть какие-то протесты, где-то вялотекущие, где-то более такие вот громкие, но ее уже как бы списали, получается. И сегодня уже говорят о том, что на протестах такое впечатление, что списали. Мы не можем утверждать, естественно, мы не можем утверждать, но уже говорят о том, что на протестах стал появляться человек, бывший депутат Народного собрания Гагаузии, который берет на себя какие-то обязательства, выступает с какими-то там обещаниями. Проявляет себя. Да, проявляет себя, дает людям узнать, что вот я есть, и возможно, за него будут агитировать дальше. Как вы это можете прокомментировать? Речь о я понял. Руслане Горбалы? У меня не такой большой опыт политический, очерченный вот теми годами, в которых я нахожусь в Народном собрании, но по моему мнению, начиная с Михаила Формузала, власть коммерциализовалась в Гагаузии, особенно институт башканства. И чем отличается Евгения Гуцул или ее предвыборная кампания от Ирины Влах? Чем? Ничем. Даже фонд тот же, даже обещания практически те же. Тот же аэропорт и так далее, и так далее. И даже то решение ЦИКа, когда участки не закрылись в 9 часов для того, чтобы в 2019 году. Ничем не отличается. Поэтому это дальше звенья одной цепи. Следующий Башкан опять такой же, который будет с большими инвестициями, большими обещаниями предлагаться нашему неискушенному избирателю, который по большинству своем порядочные, наивные люди, но они не привыкли к этим обманам, к этим технологиям, которые... И когда отсутствует государственная система пропаганды, информирования, я в хорошем смысле имею в виду пропаганды, уличные демагоги, они возводятся в ранг героев, патриотов. И вот и нам такие продукты и упаковывают в подарочную упаковочку. Пожалуйста, выберите этого человека, и вы заживете намного лучше, чем раньше. А как мы заживем? У нас же нету ни дороги, не строится, ничего. А вот вам, пожалуйста,
Коробочка. 100 евро, закройте свои глаза, на самом деле у вас все хорошо. Но это иллюзия. Нету народной любви и поддержки к тем, кто приходит к власти таким образом. И Чем вы это подтверждаете? яркий пример бывшая Башкан, которая набрала 90 там 92 было вроде как. ультра, Но написано да, было. ультра сумасшедший результат, и на президентских выборах набирает 15%. А где эта любовь? Где это уважение? Где это доверие? Искусственно. Что Поэтому же эти будет? технологии, они очень действенны у нас, потому что почва благодатная. Мы живем очень бедно. И когда человеку дают пенсию практически эквивалентную еще одну, конечно, этот человек Чувствует благодарность за то, чувствует что ему дали благодарность. эти И 2000 он не лет, может да. разобраться в этих хитросплетениях, насколько это законно, насколько Ну, это насколько порядочно. это опасно, Александр Григорьевич? Но Вот государство для не автономии предотвратило и для это. государства. Это Насколько очень это опасно, опасно? потому что вообще подменяется демократия. Выбор людей, он подменяется Да не хотят люди демократии. покупкой голосов. Хорошо, кроме демократии, в чем еще опасность? Ну, смотрите, Елена Ильинична, вы же самое ценное у вас, что есть, это дети. Вы же стараетесь, чтобы ребенок приобрел самые лучшие знания, да? Вы же даете Ну, его каждый родитель, наверное, самому этого лучшему хочет, преподавателю, да? Вы идете к доктору, я вот своим же избирателям так стараюсь более упрощенно. Ищите Вы же выбираете лучшего, да. самого лучшего. А когда вы выбираете себе руководителя, который вообще отвечает за будущее ваших детей, вы готовы выбрать первого попавшегося. Ну как так? Александр Григорьевич, хорошо. Вот здесь одна мысль от народа, что называется, да, и перейдем к нашей рубрике «Люди говорят что?». Но люди говорят, ну и что, все воровали, и никто нам не давал, а вот Шор дает. Вот эта теория, она очень близка Ирина, людям. смотрите, Люди- пожалуйста. Ваши. У нас сейчас Великий пост, храмы переполнены людьми, особенно в воскресную службу. Ну, вот нас там чему учат. Где-то написано, что ты воруй и делись, это очень благородно и очень правильно. Но есть разве такое? Одна мать учит своего ребенка, даже если ты будешь воровать, но делиться, браво, это хорошее воспитание. Это же у нас табу. Ну почему вот эти мысли у нас становятся Ну, они есть, Александр Григорьевич. вы жизнеутверждающими, что он своровал, но зато делится с нами. знаете. Да. Ну это же противоестественно человеку, воспитанию человека. Ну так не должно быть. Мы тогда уже как общество Но теряемся. люди говорят, ну так не должно быть, чтобы мне давали вот такую маленькую пенсию. Согласен? Я заслужила Но большую пенсию. Чтобы вы знали, Вот эта мы бедность, же она- живем среди людей, мы встречаемся с людьми. И с теми, кто... Я в своей семье встречаюсь с теми, кто получает эти деньги. Самые близкие. Но они-то понимают, что это неправильно, что это нехорошо. Но они-то Но они понимают, что они рубят сук, на котором Но они могут не будут сидеть идти наши за этих людей будущие до конца. поколения. И вот это ощущение, что есть народная любовь и доверие, оно очень обманчиво. У вас есть такое ощущение, что люди не будут идти до конца Шором Абсолютно. в Гагаузии? Абсолютно. Тогда почему эти протесты имеют место быть? Эти Вашего- протесты, вы помните, когда Народное собрание не утверждало вначале исполком, Да. эти же протесты были возле Народного собрания. Да. Нас даже свиньями называли, извините за выражение, в рупор. Вас. И мы потом это депутатов. проглотили и проголосовали за исполком. Даже то есть, вот свое достоинство проглотили. То есть это люди, которые будут ходить и на другие митинги. Это актив вот этой партии, которая здесь Проплаченный есть. актив. Не буду говорить то, чего я не знаю. Ну, это люди говорят. Но это не люди, которые оставили уроки в школах, как вы, Елена Федоровна, и вышли на протест. Или вы, Екатерина Федоровна, оставили журналистику и вышли на протест. Или пенсионеры, которые оставили внуков и вышли на протест. Там нет Но- людей, которые вышли просто для того, чтобы Но- поддержать. Картинка есть, картинка, которую видят. Во-первых, в стране. Картинка скромная, мне кажется. Ну, картинка скромная, это да, с этим нельзя не согласиться, но там есть и учителя, и мы об этом говорили в других передачах, и представители разных других учреждений, которые тоже получают эти деньги. Вы знаете, коль заговорили сейчас Может о быть, деньгах... они не выходят. Вот это хочется Да, они не подчеркнуть, выходят на Александр эти Не Григорьевич. выходят. протесты, не выходят на эти протесты, но деньги они получают, и им очень нравится то, что Шор для них делает, Но откровенно сбор говоря. подписей был и в бюджетных учреждениях, Вот тут насколько я знаю. ответственность власти. Сбор подписей за что? Люди, Ну, в поддержку Гуцул против ее ареста. люди выбрали Башкана, люди выбрали депутатов, люди выбрали примаров. По сути, мы должны представлять волю людей и быть, ну не то что лучшими из лучших, да, но людьми, которые стремятся, вот наши избиратели, чтобы мы были такими. Когда мы, которые люди должны стремиться, какими мы должны быть, говорим о том, что это нормально, что раздают деньги,
А как должен простой человек реагировать? Он что, должен внутри себя какую-то философию развивать? Это ответственность власти Гагаузии, которая не говорит, что это правильно, а вот это неправильно. Ну так у нас... Она и не может говорить. Потому что она априори. сама эти схемы привезла в Гагаузию, грубо говоря, из Израиля или из Москвы, или еще не знаю откуда, неизвестно. Ну, мы же с вами об этом говорим. Мы Надеемся, говорим, что да. выборы пройдут А давайте, совсем по-другому. давайте послушаем вопросы вам. Нам нужны ваши короткие ответы на эти вопросы. Друзья, наша рубрика «Люди говорят, что?». Наши вопросы Александру Григорьевичу. Следите за ними, оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь и помогайте нам распространять наш контент. Люди говорят, что... Люди говорят, что Кишинев дискредитирует Гагаузию. Наверное, я перефразирую этот вопрос. Я хочу сказать, что после тех выборов, что прошли в Гагаузии, когда выбрали Башкана, Кишинев занял позицию вначале равнодушия, то есть вы выбрали, вы там и разбираетесь, а вторую опцию, которую они применили, это давление. Давление через финансы, вы помните изменения налогового кодекса, сейчас передали службу социальных ассистентов на Гагаузию. То есть вымывать начали вот финансовую систему. Это давление, оно приводит к обратным результатам, что общество радикализируется в Гагаузии и все дальше отодвигается от Кишинева. Следующий вопрос как раз именно об этом был. Частично ответили, но вдруг у вас есть еще какое-то дополнение. Люди говорят, что Кишинев финансово ущемляет Гагаузию. Кишинев не ущемляет финансово Гагаузию, потому что автономия — единственный регион в стране, где вообще государственные налоги остаются в 100% размере. Это подоходный налог с юридических лиц, физических лиц, это акцизы, это НДС. Но вот эти два последних действия, которые связаны с возмещением НДС и социальными ассистентами, они минимум 50 миллионов уменьшили налогооблагаемую базу собственных доходов в Гагаузии. К сожалению, это недальновидные шаги и неправильные. Александр Григорьевич, а в целом в бюджете Гагаузии сколько процентов составляют те финансы, которые направляются из государственного бюджета? Более 60%. То есть 1,5 миллиарда да. это бюджет Гагаузии и 60. сумма? Я бы вообще вам предложил вот эти 1,5 миллиарда, это миф, созданный давно-давно, вообще не отвечающий действительности. На самом деле бюджет Гагаузии, он состоит из 3 частей. Это бюджеты примарей, которым не имеет никакого отношения власть Гагаузии, они И не должна местными вмешиваться. советами, как и Республика Молдова, не имеют отношения. Это деньги, которые администрируются. Процент этих денег в нашем бюджете? Ну, раз вы уже назвали 1,5 миллиарда, я буду округлять. 200 миллионов примарей. Вторая составная часть — это собственные доходы центрального бюджета, 424, ну легче, чтобы было 400 миллионов лев. Вот Да. это НДС, подоходный. Это то, что собирает сама Гагаузия и может И за распоряжаться которую ответственна самостоятельно. региональная власть. 400 миллионов. 200 примарей, 400 центральный бюджет Гагаузии, и у нас остается вот это 600 миллионов, 900 миллионов, это трансфер из государственного бюджета Республики Молдова, имеющий целевое назначение, система образования, социальная защита Давайте и так далее. чуть-чуть разъясним нашим жителям нашей автономии все-таки вот эти 900 миллионов. Да. 900 миллионов – это средства государственного бюджета Республики Молдова, которые направляются в Гагаузию для финансирования определенных сфер деятельности. Прежде всего, это учреждения раннего образования, детские сады, это лицеи и гимназии, это ряд социальных программ. Но вот у вас на передаче была одна неточность, и мне очень неприятно, что она была произнесена президентом Республики Молдова, что Гагаузия не участвует в формировании государственного бюджета Республики Молдова, откуда потом приходят эти 900 миллионов лев. Это не совсем, это не то, что не совсем так, это вообще не так, потому что даже мы с вами, когда оплачиваем природный газ или электроэнергию, или ввозим что-то с другой стороны, мы все оплачиваем средства, Бюджет которые страны. непосредственно идут в государственный бюджет Республики Молдова, а потом возвращаются в территории для финансирования тех сфер деятельности, о которых мы говорили. Но в то же время я не согласен с теми людьми в Гагаузии, которые все время говорят, что Кишинев нас обманывает, обкрадывает. На самом деле, даже в сравнении с европейскими автономиями, Гагаузия не на самом плохом месте по финансовой автономии, потому что, еще раз повторяюсь, ни Кишинев, ни Бельцы, ни Унгень, никто не получает НДС, подоходный налог с юридических лиц в 100% размере, как Гагаузия. Есть очень хорошие моменты, о которых надо говорить. Есть и проблемы с Кишиневом, о которых тоже нужно говорить. Ну, в общем-то, это самое справедливое для Да, то есть дискуссии быть и для честными. выработки решений, конечно. Александр Григорьевич, люди говорят, что 12 миллионов лев на ГРТ не обеспечивает плюрализм мнений. ГРТ – отдельная тема, очень кратко.
мы заслушивали отчет наблюдательного совета. Их бюджет 12 миллионов, чуть-чуть не то, 11,5, скажем так. 11, ну пусть 12, легче воспринимается. 10,5 из 12 миллионов это дотация наша с вами. Мы платим налоги в бюджет. Еще раз цифра. Из 12 миллионов, 10,5 миллионов это дотация или субсидия из центрального бюджета Гагаузии, из наших налогов с вами. То есть всего лишь 1,5 миллиона компания, даже меньше, ну раз вы сказали 12, уже говорим про 12, зарабатывает сама. Так вот, согласно отчету, который представил исполнительный директор и наблюдательный совет, 90% от бюджета компании это расходы, связанные с оплатой труда. Всего лишь 10% остается на коммунальные услуги, на развитие в компании заложен 0, на приобретение, на капитальный ремонт. То есть компания тратит даже вот эти огромные средства, которые даются с бюджета автономии, всего лишь на задержание, на выплату заработной платы. И не обеспечивает плюрализм мнений. Это вообще отдельная тема, но я сейчас вот чисто финансово говорю, что эти 12 миллионов хватает только на то, чтобы компания осуществляла текущую деятельность, платила зарплату, оплачивала счета за электроэнергию. Это никого не смутило в Народном собрании? Я задал вопрос руководителю. Вы знаете, что каждый год государство увеличивает минимальную заработную плату примерно на 10%. Да. Было 5 тысяч, в этом году 5500. 5 В следующем году будет, наверное, 6. То есть плюс 10%. Если такой бюджет компании останется, то будущий бюджет 2026 года компания ГРТ Дефицитный будет. полностью уйдет только на зарплату. Они даже не смогут платить за электроэнергию. Это вот это развитие от ГРТ мы хотели, когда выбрали вот этого представителя от Шора исполнительным директором. Мы не выбрали Федора Доброва, ну не мы, наблюдательный совет, Да, кто который человек здесь уполномочен живет, голосовать. патриот, со своим мнением, конечно, такой, не, как у каждого. Но этот человек бы болел за ГРТ. Нам дали человека молодого, перспективного. И к чему мы пришли? Не то, что нет плюрализма мнений, и бюджета нет у этой компании, Ну, развития слушайте, нет у этой компании. А ответственно за то, как финансируется и как работает эта компания, именно Народное собрание через наблюдательный совет. То есть Да. есть буферный Да. вот этот вот орган, наблюдательный совет. Если депутаты видят, что 12 миллионов или 11,5 расходуются не так и не туда, только на заработную плату, но это ненормально. Тогда мы не получим никакого развития на этом ГРТ, потому Абсолютно что верно. техническая модернизация в том числе нужна такой компании. Что мы заметили? Мы заметили, что на ГРТ с приходом шоровского, откровенно говоря, прошоровского руководителя стали появляться на экране люди, которые работают в Кишиневе, получают зарплату, наверное, на ГРТ, это уже депутаты пусть исследуют, но выходят вот в эфиры на нашем ГРТ. То есть у нас уже не остается журналистов, кроме одного, как я вижу, которые говорят на общественные политические темы. То есть ГРТ стала пользоваться услугами журналистов в Кишиневе. Никогда такого не было. Екатерина, смотрите, пожалуйста, на ГРТ нет вас, нет Виталия Гайдержи, нет Оксаны Пасмак, нет Натальи Димчи, нет Юрия Глекова. Я многих, наверное, еще, может, не знаю просто людей, которые ушли оттуда. И творят сейчас в других местах. Но общественное телевидение и радио у нас превратилось вот в рупор для Илана Шора. Это же беда. Да, люди, которых вы назвали, их Которые со нет, своим мнением, но они многие, уходят. Ну, это нормальное явление, собственно говоря. Каждый человек куда-то уходит, видит для себя другое Не, развитие. но они Но мы- уходят же не потому, что они видят развитие в другом месте. Они уходят, потому что им запрещают говорить то, что они думают. Ну да, в случае с Оксаной Пасмак, Извините, мы же не слышим на ГРТ каких-то массовых обращений журналистов о том, что там обрезают выступления депутатов или не приглашают каких-то людей. Мы не видим, вот вы говорите, мало мнений у нас про Шора, потому что люди боятся потерять работу. Ну, смотрите, как раз Оксана Пасмак-Кихаял ушла потому, что открыто и очень смело и уверенно заявила о том, что здесь есть цензура. Вот депутаты Народного собрания Гагаузии, когда выслушивали наблюдательный совет и отчет этот, задали вопрос о наличии цензуры. Да, эти вопросы были, но они, еще раз повторяюсь, глаз вопиющего в пустыне. То есть они одиночные, нету потому системного что- отношения Народного собрания. Александр Ильич, вы могли задать вопрос, а почему вот председатель мог отдать ответ, почему вот то интервью, которое давали, вы вырезали? Это было отчет после. был до этого, А, но отчет на был передаче до. я задал вопрос и про бюджет. До этого публиковалось свое отношение к тому, что происходит на ГРТ. То есть, как бы, ну, я еще раз говорю, моя персональная, она как бы не решающая. Вот очень важно, Ну, чтобы, это пример, чтобы был это пример, системный безусловно. подход. Да, вот Да. поэтому- Александр Григорьевич, все же, коль уже об этом вопросе чуть затянули с ответом, но все же, а вы предъявили свою претензию. И что вырезали?
А вас уведомили об этом на ГРТ? Позвонили, сказали: уважаемый Александр Григорьевич, мы вот вырежем такие-то мысли. Как это произошло вообще? Что за общественная компания, которая записывает интервью и Меня вырезает? не приглашают на радио ГРТ с сентября 2023 года, а на телевидение приглашали с января 2024. Несмотря на то, что даже письменно просил пригласить меня на ГРТ. И вот меня пригласили. Я с большим уважением И откликнулся. Пошел, была дискуссия с членами исполнительного комитета, мой коллега Димитрогов Иван Константинович. Передача, по словам ведущей, да и мы сами заметили, очень прошла в длительном, да, переговорили. То есть вместо 55 минут, наверное, час 20 минимум она шла. Но когда я посмотрел хронометраж, оказалось, что 55 минут всего передача. Я только посмотрел свое последнее слово, я попросил минуту в конце, для того, чтобы высказаться о меценатстве Илана Шоры. И я сказал только одну мысль, что это не меценатство. Когда ты корыстно покупаешь голоса избирателей, и Илан Шор до прихода Евгения Гуцул-Башканом ни одной копейки не вложил в Гагаузию. И поверьте, он не вложит ни одной копейки, когда не будет представитель Илана Шора в Гагаузии. О каком меценатстве мы говорим, или о любви Илана Шора к Гагаузии? Вот вроде ничего, я не призывал к войне. Это вырезали? Я не призывал, да, к смене власти. Это вырезали. Это вырезали. Меня никто не предупредил о том, что это будет вырезано. Я опубликовал свой пост о том, что меня вырезали. Мне никто не опроверг мои слова. Я не подал жалобу в КСТР, потому что, ну, во-первых, я не люблю жаловаться, ну, даже не это. А второе, ну, мы говорили с вами про бюджет компании. У них все время там десятки тысяч лей удерживают. Но удержат еще и из-за меня. Так там и так только на зарплату деньги. Так деньги наши с вами изымают. Но где-то кто-то должен преподать урок. Ну, это Не непорядочно. работают эти уроки? Если люди приходят и высказываются, Екатерина Федоровна этим профессионально занималась, если ты не призываешь к экстремизму, а говоришь просто свое мнение, ну как его вырезать? Что журналисты решают за нас, а что говорить, что не говорить? Александр Григорьевич, у журналиста, который знает, что у него хронометраж 55 минут, он обязан следить за хронометражом. Но если передача записана час 20, вырезать мысли из этой передачи непозволительно, абсолютно непозволительно. То есть, что это такое на общественном телевидении? Человек, который депутат Народного собрания Гагаузии, уходит с передачи, и вырезали, наверное, не только ваши мысли, я так понимаю. То есть вырезали мысли и другого депутата, Димитрогла был вместе с вами. Конечно. Ну, это, знаете, тут просто коллегам-журналистам, господа, почитайте внимательно закон об общественном телевидении и радио. Четко все написано, что такое плюрализм мнений и как работать должно общественное телевидение. И я была возмущена, возмущаюсь. Александр Григорьевич, депутат Народного собрания Гагаузии, не могут ничего предпринять для того, чтобы обеспечить контроль за расходованием почти 12 миллионов леев для того, чтобы это было по-настоящему телевидение, в котором слышны голоса, в котором приглашают разных депутатов с разными мнениями. Вот это общественное телевидение. И тут невозможно, вас не приглашают 1,5 года, еще кого-то 2 года. Приглашают только тех лиц, которые интересны господину Шору. Вырезают те мысли, которые не интересны господину Шору. Но это не шоровское телевидение. Тогда снимите это телевидение с финансирования бюджета, и пусть он, пожалуйста, имеет Шор свое телевидение, если это возможно для него в Гагаузии. Почему я, Лена Федоровна, вы, еще кто-то, люди должны выплачивать из своих налогов средства для того, чтобы содержать ГРТ? Оно должно быть таким, мне так кажется, что Народное собрание Гагаузии, я понимаю, почему вы не можете принять действенных решений, потому что нет большинства, которое в этом могло быть заинтересовано. Следующий наш вопрос. Люди говорят, что в последние годы населенные пункты региона из бюджета автономии получают мизерные средства на развитие. Очень хороший вопрос. Несмотря на то, что динамика центрального бюджета Гагаузии из года в год положительная, то есть утверждаются средства больше, чем в предыдущем периоде, неважно, это 5% или 10%, или 15%, больше. Всегда есть какой-то рост, хотя вот в 2024 не было этого роста, наоборот, доходы уменьшились. Но мы говорим как бы про нормальную ситуацию, когда бюджет растет, соответственно, и растут ассигнования на развитие. Вот тот закон о капитальных инвестициях, к которому вы имели непосредственное отношение. Наша задумка была то, чтобы каждый населенный пункт получал справедливую долю финансирования для развития. Бюджет растет, растут трансферты для того, чтобы развивались населенные пункты. К сожалению, у нас цифра
было и 100 миллионов, и 60, и 50. Поначалу. Да, сейчас осталось всего лишь 15 миллионов на развитие населенных То есть мы пунктов. так развиваемся, Гагаузия, мы так экономически растем, развиваемся, что на капитальные инвестиции в 2018-2017 году было 100 миллионов, а сейчас 15. Да. И сегодня чтобы это люди результат понимали. деятельности этого исполкома. Абсолютно верно. То есть у нас вот из миллиарда 300, который мы с вами говорили, да, вот 400 миллионов собственные доходы, 900 миллионов трансферты из Кишинева, из миллиарда 300 у нас 15 миллионов на развитие. Да, но 15 1%. миллионов, Александр Григорьевич, это На в 27 целом, населенных в целом, пунктов. Не только на 27 Это населенных еще пунктов, половинка это на еще региональные половинка. проекты. Да. Половинка. То есть получается, Да. что на местные проекты это только 7,5 Абсолютно миллионов верно. гривен. Я думаю, что ну, вот такое село не маленькое, не большое, получает 250-300 Я тысяч на посмотрела. год. Я посмотрела наше село Авдарма в этом году. На село Авдарма получит 250 тысяч леев. А Что получала в можно- 2017 А году? получала было и 600, было и больше, и Было и 900. миллион И 100. цены Было были миллион другие. 100, да. И цены были другие. То есть люди могли действительно какой-то инфраструктурный проект реализовать. Сейчас на 250 тысяч Ничего вы не что? реализуешь. Ничего, Александр ничего Григорьевич, невозможно. смотрите, Даже тендер не надо проводить, потому Вы что сумма сейчас очень в маленькая. нашей студии и финансист, и экономист. Вот вы и скажите, а что это такое за рост экономики и развития Гагаузии? Одна Башкан об этом говорила, теперь говорят, что мы развиваемся. Как так получается, вот такой разрыв? Я в своих публикациях в социальных сетях стараюсь вот эти вещи цифрами показать, что на самом деле у нас роста на развитие нет. У нас наоборот резкое падение. У нас из года в год деньги на развитие населенных пунктов уменьшаются. Почему? Потому что Люди у нас... об этом не знают. Почему? Потому что у нас растут расходы на содержание аппарата. Каждый год, вот в этом году, в 2025 году, Мы говорили утверждено об этом. на 9% больше на содержание органов управления. Откуда взять эти деньги? Надо брать с каких-то Уменьшается проектов. развитие. Это же элементарно, да? Вы же не можете из 10 лей потратить 12. Вот у вас 10 есть, вы тратите 2 на содержание органов, на другие текущие расходы, у вас ничего не остается на развитие. Это первое. Второе по Приморье. У нас в Гагаузии пока этот момент не обсуждается, но он скоро встанет на повестке дня. В Республике Молдова она предоставляет трансферты тоже молдавским населенным пунктам Для в виде развития. трансфертов. Так вот, часть подоходного налога, что мы платим зарплаты, остается в территориях. То есть в городах, вот села поступает 100%, остается в селах, а в городах, в муниципиях остается 50%. Из этих 50, что не распределены, они остаются в центральном бюджете Гагаузии, откуда потом даются трансферты населенным пунктам. Так вот, в Республике Молдова формула выглядит следующим образом. Они на развитие Приморья дают не 55% от того, что осталось населенным пунктам, а 63%. То есть на 8% больше. И плюс они еще 10% от прибыли тоже дают Приморьям на развитие. Гагаузия дает всего лишь 55% подоходного и 0% с прибыли. Почему? То есть, несмотря на то, что страна оставила в Гагаузии все общегосударственные налоги, мы Приморье не развиваем. Мы все оставляем в центральном бюджете Гагаузии. А кто об этом говорит, Александр Григорьевич? Ну, мы стараемся об этом говорить, пока не очень слышат нас. Но Глаз я же- вопиющего в вот пустыне. примары Гагаузии более ущемленном ситуации, чем Чем примары примары Молдовы. молдавских населенных пунктов. Несмотря на то, что Гагаузия, наоборот, когда-то, когда вот вы были депутатами, нас считали флагманами децентрализации финансовой. К сожалению, это уже в прошлом, и мы сейчас, получается, более централизованно с финансовой точки зрения стали автономией, чем Александр другие Григорьевич, вот вы территории. говорите правильные вещи, мы тут понимаем, возможно, очень многие зрители понимают, но так много наших жителей автономии, которые не понимают вот таких, не знаю, не объяснений, я хочу сказать. Вы очень хорошо, правильно и очень доступно все объясняете, да? Но люди знают одно. Евгения Гуцул и Ирина Влах были очень хорошими башканами, они очень хорошо руководили. Понимаете? А тут мы сейчас с вами говорим о том, что вот все идет на нет. Экономического роста нет. Александр в Ильич, бюджете. вы знаете, мы обычно не практикуем такое, но мне кажется, что очень уместно сейчас зачитать одну цитату, которая касается непосредственно той темы, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Сергей Анастасов, примар муниципия Камрад, сказал о том, что села получают в виде капитальных инвестиций 250 тысяч лев. Один депутат получает больше в виде зарплаты, чем все село на развитие на целый год. Ну, он имел в виду зарплату годовую, Опять наверное. же, Да, опять годовую, же, конечно. Мы с вами об этом говорили, что вот чрезмерный бюрократический аппарат. 35 депутатов, не все работают, но часть работает. И действительно содержание депутата обходится
в эту сумму, даже, наверное, Больше. больше, У потому некоторых что депутатов, да. бюджет Народного собрания, по-моему, 10 миллионов, да, на год. У нас 35 депутатов и 35 работников аппарата. То есть средства очень серьезные. Но Народное собрание занимает всего лишь 10% нишу расходов на органы управления. Исполнительный комитет 90%. То есть почти 20% 3,6 миллионов лев. от собственных доходов бюджета Гагаузии, исполкому. больше 20% тратится на органы управления. Поэтому не остается деньги на развитие населенных пунктов. Люди говорят, что 1,5-миллионный бюджет автономии используется нерационально. 1,5 миллиарда. Миллиардный, да, Да. простите. Ну, еще раз говорим, что он из 3 составляющих. При мэрии мы не трогаем 200 миллионов, там есть местные советы. 900 миллионов с Кишинева приходят, они целевые, тоже не трогаем. Мы говорим только про 400 миллионов, Да. которые администрируются. Когда из 400 миллионов почти 100 миллионов тратится на органы управления, конечно, это нерационально. Это неэффективно. Но мы, наверное, говорим не только про зарплаты, но где-то я прочитала о том, что очень много денег заложено на то, чтобы покупать цветы, подарки, дипломы и так далее. Протокольные расходы. Да, И протокольные я расходы. еще один пример приведу. Помните, нас с вами обвиняли, когда мы предложили кормить детей. Она социальная программа на самом деле. Многие говорили, ну зачем нам социальная программа, нам нужны экономические программы. Помните эту критику? Ну в том числе? да, зам Башкана тогда представил большой проект PowerPoint, на котором показал, что даже в Швеции не Так кормят вот, детей, почему нам надо их Социальная программа социальной программе рознь. И я очень рад, что ту идею, которую вы заложили когда-то, она сейчас принимается страной. И с 1 сентября начнут кормить 5-9 классы. Более того, сейчас премьер-министр анонсировал еще выделение 200 миллионов леев на переоснащение столовых. Помните, начинали Да, вы с мы чего начинали закон? с Что давайте этого, вначале да, да, столовые сделаем, а потом детей кормить. То есть, когда социальная программа носит жизненно важный эффект, направлены на да, людей. она из социальной превращается в жизненно необходимую. И вот страна перенимает опыт Гагаузии в этом плане. А, конечно, когда социальные программы у нас просто дублируются то, что есть в Кишиневе, когда освободили родителей от оплаты в детских садах, вот такие социальные программы, они, конечно, мешают развитию бюджета, потому что не остается средств, направленных на развитие. И сейчас Гагаузия не будет тратить на питание старшеклассников. 10 Только миллионов остается леев, насколько только мы 10-12 класс останется. Но я уверен, что Республика Молдова придет и к этому. Потому что лицейское звено еще больше нуждается в питании, чем гимназическое, потому что они еще больше Да, находятся это в и школе. Но мы задавали этот вопрос депутату парламента, который сказал, что денег в этом году не было и на те лицейские классы, но они намерены изыскать эти средства. Да. Главное, что у нас в Гагаузии дети, абсолютно все школьники, получают горячее питание в процессе обучения. В отремонтированных столовых. Да, в отремонтированных столах. Но все противились, но всем эта идея нравится. И мы, наверное, с Леной Федоровной, как авторы этой идеи, очень рады, что это приносит пользу с 2018 года и помогает здоровью наших детей, собственно говоря, и всех сотрудников школ, потому что они тоже получают, как нам известно, это питание. Ну, не везде. Не везде. Не везде, да. Но было бы хорошо сделать это везде, потому что все сотрудники деньги должны выделяются на детей, поэтому это будет немножечко неправильно. Но, наверное, школа находит какие-то свои ресурсы для того, чтобы сотрудника, учителя, который проводит с 8 утра до 5 вечера время в школе, мне кажется, разумно. Нет возможности из бюджета выделять на это Есть деньги. возможность руководителю предоставлять талоны на питание персоналу. Это норма законная, все зависит от бюджета школы. Люди говорят, что политическая составляющая полностью оттеснила культурное и языковое развитие автономии. Ну, то, что развитие или сохранение родного языка и культуры не на первом месте для властей Гагаузии, я один пример вам приведу. На одной из передач с вами я говорил о том, что была инициатива, подана в муниципальный совет Камрат об открытии детского сада с гагаузским языком воспитания на базе лицея имени Дмитрия Мавроди. Это 6-я школа. Было получено согласие директора. Была возможность привлечь крупные инвестиции от тех, кто международных партнеров поддерживает идею. До настоящего времени муниципальный совет такого решения не принял. Более того, они мне даже не ответили, хорошая эта идея или нет. А муниципальный совет не принял такое Нет. решение? То есть, Не рассмотрели даже вопрос. насчет культуры. Вот 30 лет у нас ни одного садика с гагаузским языком воспитания. У нас ни одной школы с гагаузским языком преподавания. Но если про школы Елена Федоровна глубже знает, наверное, очень сложный процесс. У нас даже в раннем образовании нет гагаузского языка воспитания. И то, что там есть преподаватели гагаузского языка, это не заменяет язык воспитания. Они все равно не на гагаузском языке воспитания. Это насчет культуры, а насчет политики. Политика.
Где вы видите политику в Гагаузии? Мы что, решаем какие-то политические вопросы автономии? Мы что, продвигаем, чтобы закон о статусе автономии принял конституционный статус? Мы что, принимаем нормативные акты о том, чтобы правовые споры о Гагаузии решались на уровне Конституционного суда? Мы разве такие политические вопросы продвигаем? Мы занимаемся мелкими политическими дрязгами. Играми, геополитическими играми. Это не политика настоящая. Гагаузия создана для политического развития. А политическое развитие заключается немножко в другом. В имплементации особой формы гагаузской автономии в конституционное поле страны. Мы этим не занимаемся. Мы занимаемся... Вы об этом говорите в Народном собрании Гагаузии? Я, наверное, только об этом и говорю. Ну и, наверное, говорят о том, что вы со звездами разговариваете, когда такие темы затрагиваете. Я думаю, что многие... Вы знаете, на улицах, на встречах с людьми очень многие говорят о том, что не сдавайтесь, вы правильно все делаете, мы не можем вас поддержать. Не, ну мы вам тоже так говорим, не сдавайтесь. Наверное, это ценно, да. Хорошо. Какой будет результат? Увидим. На все воля, да. Люди говорят, что не ощущают экономического развития автономии. Ну а как его можно ощущать, если раньше у нас ежегодно Турецкая Республика строила объект с нуля? Больница, стадион, школа, дом детского творчества, Азербайджан, Туркменистан, 100 миллионов из регионального бюджета. В каждом населенном пункте была какая-то стройка. Я не вижу сейчас строек населенных пунктов. Деньги Европейского Союза, которые поступали. Были программы. Сейчас, да, какие-то локальные, что-то ремонтируется, Приморье, где-то там что-то вырвали. Есть региональное развитие. В Чедруге видим проекты, в Камрате. Но развития-то нет. И инвестиций нет. Где 500 миллионов, которые нам с Тель-Авива должны были привести на развитие населенных пунктов? Или 500 миллионов евро, которые нам обещали инвестировать? Где эти деньги? Но где Тель-Авив, там и деньги. Может быть, люди, которые задают этот вопрос, может, они видят развитие, может, я заблуждаюсь. Они говорят, что не видят как раз-таки. Так его нет. Ни на бумаге, ни на цифрах, ни... Ну и никто это не обсуждает. А как жизнь людей в автономии может быть лучше? Как можно выходить и обещать людям, что мы сделаем вот это, когда роста бюджета и роста экономики Вот вы нет? приглашаете, спасибо, ЛАФ-МД приглашает, Василий Савич приглашал, на ГРТ не приглашают. Где говорить? С кем говорить? О чем говорить? Если на ГРТ одно и то же говорят о том, что Башкан великолепный исполком, еще более талантливый, и председатель Народного собрания вообще как бы гуру политической мысли. А где высказываться? Где с людьми общаться? Мы же закрыты, мы изолированы. А депутаты Народного собрания Гагаузии анализируют вообще сайт исполнительного комитета, на который тоже тратятся деньги, потому что там есть огромное количество специалистов, которые ходят с камерами за Башканом. Каждое заседание суда и походы в суд публикуются прям досконально со 100 фотографиями, что там и как там, как Кузнецов шагает рядом с Башканом, еще что-то. Что это за сайт, на котором нет информации, а одни фотоальбомы? На этом сайте даже в рубрике «Проекты» вообще нет информации. Ну так а что мы финансируем? Я захожу туда посмотреть, какие проекты реализуются, или были реализованы, или предполагаются реализовать. Их просто нет. Да, что мы финансируем? Сколько стоит этот исполком для бюджета Гагаузии? Есть цифра? Я назвал сумму, что около 100 миллионов леев обходится содержание органов власти регионального уровня для гагаузской автономии. Регионального, то есть исполнительный комитет и Народное собрание. Это 100... Народное собрание, вы сказали, это 10% от общей суммы. То есть получается 90 миллионов, это 90 миллионов это содержание. Я давал аналитическую информацию о том, что у нас главных управлений и структур исполнительного комитета больше, чем Министерство Республики Молдова. Ой, на прошлой передаче у нас был вопрос. У нас есть управление социальной защиты в Гагаузии? Оно у нас совмещено с управлением здравоохранения. Мы уже с Леной Федоровной не могли вспомнить, у нас есть такое управление или нет. Так активно работают эти управления в Гагаузии, что мы не могли вспомнить. Но оно как бы совмещено с это, то есть внутри управления здравоохранения эта структура. И у нас есть еще один вопрос. Люди говорят, что молодежь Гагаузии уезжает, так как не может здесь реализовать себя. А у нас нет в Гагаузии программы молодежной политики. У нас нет стратегии молодежного развития. У нас вообще нет стратегии развития Гагаузии, социально-экономической.
То есть у нас региональное правительство, в данном случае исполнительный комитет, который по закону управляет в том числе молодежной политикой, социальным обеспечением, экономическим развитием. А у нас нет программного документа, как это делать. Этого просто нет. А что у нас есть? Уж скажите что-нибудь такое светлое, Александр Григорьевич, что у нас есть? Стратегия принята, но ее никто не исполняет, да, и не отчитывается по ней. Край мечты есть или нет за 2 года? У нас есть гагаузская автономия, которая во многих аспектах является примером по сути своего содержания даже для высокоразвитых европейских автономий. Я приведу вам один пример. Каталония, Испания. Ну, одна из самых знаменитых, богатых автономий. Да. Так вот, в Конституции Испании есть норма, если власти Каталонии нарушат закон, то вводится внешнее управление со стороны Испании. И они это сделали совсем недавно, когда у них, помните, был референдум о независимости. В Гагаузия абсолютно самостоятельно в этих вопросах. Вам осталось, вернее, мне осталось, как минимум по этому вопросу задать узнать у вас. Долгие годы Я извиняюсь, только самостоятельность, она подразумевает и ответственность. Поэтому, как Гагаузия развивается, прежде всего ответственны мне. И один пример вам приведу, перед тем, как вы зададите вопрос. Гусейнов Игорь Славикович. Замечательный специалист. Замечательный специалист, Да, человек, доктор наук. высочайший профессионал. Благодаря многим людям он согласился занять функцию заместителя примара Камрад для того, чтобы помогать привлекать инвестиции, заниматься тем, что он очень прекрасно умеет. Его не выдвинули заместителем примара. Такие специалисты нам не нужны. Он возглавляет крупный проект, но он хотел дать развитие государственной Целому структуре, городу, да, да. то есть быть общественно полезным. Да, У нас есть Светлана Градинарь-Радова, блестящий специалист, который тоже и лингвист, да, то есть знает языки и могла бы развивать. Она не востребована. То есть Гагаузия нуждается в У нас были уникальные представители народа в Авдармее, в Чешмекёе, но они сейчас не являются депутатами Народного собрания. И я такие примеры могу продолжить. Гагаузия сама не дает себе развиваться. Гагаузия сама. Сама. Или некоторые люди, которые имеют... Зависть, амбиции и недопущение к власти тех, кто лучше нас. Поэтому мы в первую очередь виноваты в том, что наши дети уезжают отсюда. Александр Григорьевич, я долгие годы, следя за тем, что происходит в Гагаузии, и будучи даже 4 года в Народном собрании Гагаузии, я все время слышала от депутатов, которые называли себя «мы давно работаем в Народном собрании, мы знаем, Гагаузия самодостаточна». Вот вы мне, пожалуйста, здесь в этой студии нашим зрителям, как экономист, как человек, который понимает, что такое финансовая деятельность Гагаузии, что с самодостаточностью? Это вообще реально для нас? Может Гагаузия быть самодостаточной? Для Гагаузии созданы фантастические условия для развития, как с точки зрения права, я имею в виду закон о статусе Гагаузии, так и с точки зрения местных финансов. Мы говорили с вами, общегосударственные налоги остаются здесь. И плюс у нас уникальное преимущество в том, что есть определенная идентичность с Турецкой республикой, есть определенный интерес со стороны других партнеров в развитии гагаузской автономии, потому что вообще для мирового сообщества, когда этнический конфликт разрешен мирно, это пример, это образец для всех. Тироль, Каталония, лучшие. Конфликты были они через кровь глубокие. прошли, через Да. кровь, войну, теракты, добившись того, что сейчас есть. Мы этого всего, слава богу, избежали. Но Не вот умеем пришли, пользоваться. не умеем пользоваться, не ценим то, что Не ценим имеем. кадры, вы говорили об этом да. сегодня. К сожалению, вот в этом Так, и есть до проблема. чего мы можем докатиться? А вот, Если а вот тут у нас самые важные вещи происходят. Осенью будут выборы в парламент или летом, я не знаю, когда они назначат, потом народное собрание. Ну, пора нашему избирателю немножко все-таки открывать глаза. И тот, кто раздает деньги, покупает нас, он не хочет добра этой территории. Никогда. Я не горжусь своими выборами в Народном собрании, у меня всегда плохая явка, знаете, что не приходят люди, но я никого не подвожу, никого не подкупаю. Да, люди верят, выбирают, не верят, не выберут. В других территориях классная явка, все приходят. Ну, не должно быть так. Давайте мы научимся выбирать все-таки людей по способностям, а не по финансовым возможностям. Иначе у нас нет будущего.
Вы говорили о кадрах, у меня один только вопрос, понимаю, что мы уже должны завершать передачу, выпуск этот, но вы говорили о кадрах, и я не вижу несколько заседаний подряд на заседаниях Народного собрания господина Чимпаяш Сергея. Человек, который на протяжении 20 лет, по-моему, был депутатом, представлял и представляет округ Тамай, он ушел, был и весь вышел. У меня не было разговора с ним, почему так произошло. Я очень сожалею, что так произошло, потому что он был человек со стержнем. Он один из первых вместе тогда с Иваном Георгиевичем Бургуджи предлагал менять вот эту систему избирательную по Народному собранию, потому что начинали понимать, что происходит. Возможно, это произошло после выборов Башкана, когда не самый выдающийся результат был показан. Возможно, определенное разочарование есть в том, что произошло, потому возможно, что... ситуация с налогами, Да, с он был НДС, руководителем, да, сопредседателем рабочей группы. Возможно, вот эта То ситуация, есть это очень что развалили рабочую группу. депутат. Да, то есть и с мнением своим. Да, Да, мне последовательно жаль, что так выступающий. происходит. Смотрите, это все системно. Михаил Железогло, Александр Навский, Сергей Чимпаяш, мы были отторгнуты, да, потому что, наверное, вот сохранили то, для чего мы собирали вот тогда ту фракцию и ту платформу. К сожалению, получилось Александр Григорьевич, вы по-другому. упомянули и выборы в парламент Республики Молдова. И у нас маленькая цитата. Анатолий Церану, политолог, говорит следующее. Парламентские выборы в Республике Молдова, назначенные не позднее конца октября, представляют решающий момент для геополитической ориентации и внутренней политики государства. Что вы скажете по поводу его высказывания? Скажу следующее, что у нас каждые выборы это последнее сражение с чем-то. К сожалению, помимо вот той крайности, по моему мнению, которая происходит в Гагаузии, такая же крайность в нашей Республике Молдова, когда людей просто поделили. Вы за Европу, вы против Европы, вы за Россию, вы против России. А вот проблемами граждан, функциональностью власти, вот прикрывается вот этой геополитикой. Поэтому не надо вот эти решающие, нерешающие битвы. Просто выполняйте свою функцию по развитию этого государства и по защите прав людей, которые здесь проживают. Оставив вот это, только нас Европа спасет или только Россия нам поможет. Это все от лукавого. Мое личное мнение. Но главный соблазн, который появляется у людей на выборах в последнее время в Молдове и в Гагаузии, это деньги. И это то, с чем государству не удалось побороть или пресечь эти Никогда элементы. государство не победит такие вещи, как алчность, потому что это начинается с семьи, с воспитания, с церкви, взаимоотношений. Поэтому не надо нам все перекладывать на государство. Если мы внутри непорядочны себя, то никакое государство нас не спасет. Александр Григорьевич, вы верите в Гагаузию? Однозначно. И что является стержнем вашей веры? Здесь очень хорошие на самом деле люди, но очень наивные, которыми очень легко манипулировать. И моя миссия – развенчивать это манипулирование. Вам комфортно в Народном собрании? Я любил эту работу, мне нравилось там работать и заниматься тем, чем мы занимались вместе с вами. А вы чувствуете себя одиноким в Народном собрании? Нет, у меня есть ярчайший пример человеческого благородства, это Михаил Николаевич, который в знак протеста, когда меня снимали, просто ушел в никуда, положил свой мандат, свою, точнее, должность и ушел. Наверное, ради этих вещей мы живем. Спасибо. Вам спасибо. За честные, откровенные, искренние ответы. Друзья, это была беседа с Александром Тарнавским, депутатом Народного собрания Гагаузии, дважды отстраненным. И мы очень хотим верить в то, что третьего отстранения не произойдет, потому что уже в 2 инстанции приняли решение, что это выборы уже скоро было не незаконное решение. Да. У нас события так активно происходят, что одно событие меняется с другим. Ну а мы, Екатерина Жекова, Елена Карамид, говорим вам спасибо, что были с нами. И, безусловно, друзья, поверьте, поддержите наш проект. И людей, которые следят за этими дискуссиями, станет больше, а это означает, что станет больше людей, которые понимают или вникают в то, что происходит в стране, как к этому относиться и как, собственно говоря, принимать решения. А решения принимать нам, гражданам, как всегда, каждый год приходится, потому что выборы, если даже не ждешь, они все равно придут. Друзья, это проект «Единомышленники». До встречи через неделю.
Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.